Звездные сказки. Об Ахмете, 11-м сыне победителя джиннов. Татарская народная сказка. Читает Марат Башаров. В давние времена жила, говорят, одна семья. Мать с отцом и 10 их сыновей. Были они не очень бедные и не очень богатые. Жили своим трудом. Сыновья уже подросли, помогали родителям по хозяйству. Но уж очень непоседливый был у сыновей нрав. Мечтали они отправиться путешествовать по свету. Время шло. У матери с отцом родился 11-й сын. Назвали его Ахметом. И собрались старшие братья в дорогу. А маленький Ахмет дома остался, чтобы вырасти и стать родителям подмогой. Ушли братья и пропали. И с тех самых пор ничего про них слышно не было. Где они и как, никто не знал. О том, как Ахмет пошел искать своих братьев и что из этого вышло. Растет 11-й сын Ахмет. Озорным, задиристым, сильным джигитом становится. С другими мальчишками дерется и всех побеждает. Однажды сказали ему деревенские старики: «Ты, говорят, даже старших братьев своих задиристи». Удивился Ахмет: «А разве у меня есть братья?» Пришел он домой и спрашивает у матери: «Мама, у меня что, были старшие братья?» «Нет, сыночек, не было у тебя никаких братьев», — отвечает ему мама. Хотела мать сказать правду, да побоялась, что Ахмет тоже уйдет, оставит дом родной. Исполнилось Ахмету 15 лет. Высокий он стал, грудь у него широкая, а силы больше, чем у любого из его братьев. Пришел он однажды домой и стал упрашивать мать рассказать ему всю правду. «Мамочка, милая, если были у меня братья, почему ты не хочешь мне сказать? Кто они были? Какие были?» Дрогнуло сердце старой женщины, и рассказала она сыну всю правду. «Да, сынок, были у тебя братья. Было их 10. Когда младшему из них исполнилось 8 лет, старший ушел из дома и взял их всех с собой. Прошло уже 15 лет с тех пор, и нет от них никаких вестей. Даже не знаю, живы ли они». И мать тяжело вздохнула. Захотел ее утешить Ахмет и пообещал: «Не печалься, мамочка, я их найду». Прошло совсем немного времени, и отправился Ахмет на поиски братьев. Еды и питья из дома взял самую малость. Искал в лесу птичьи яйца, просил подаяния. Вот и вся была его пища. Долго он ходил. Минули месяцы, потом годы. И вот забрел однажды в дремучий лес на ночь глядя. Понадеялся Ахмет на свое храброе сердце, на свою батырскую силу, и не свернул с пути. Сказал себе: «Будь что будет, все равно один раз умереть каждый должен». И пошел дальше. Смотрит, далеко впереди замаячил какой-то огонек. И двинулся он на свет. Оказалось, что стоит там большой дворец посреди леса. Спросил он разрешения войти и вошел. Сидит там старая безобразная старуха, а больше никого нет. Поздоровался Ахмет и спрашивает: «Кто ты, бабушка?» «Я из рода джиннов», — отвечает она. «А ты кто?» «Я человек», — говорит джигит. «Если ты человек, то пришел сюда по ошибке.
Нет, не по ошибке, говорит Ахмед. Просто шел я по темному лесу и не знал, где переночевать остановиться. Увидел вдалеке свет и пошел к нему. Так здесь и оказался. Раз так, вряд ли выйдешь ты отсюда живым, говорит старуха. Почему? Удивился Ахмед. Потому что живут со мной 11 злых сыновей джиннов. Вернутся они домой и убьют тебя насмерть. Может, и не убьют, пока не узнают, кто я, улыбнулся Ахмед. А нет ли у тебя чем подкрепиться? А та как раз вкусный и сытный ужин для сыновей готовила. Принесла она Ахмету еды. Съел джигит и жалуется. Не наелся я, бабушка. Еще принесла ему джинша. И опять не наелся Ахмед. Много-много еды съел он, прежде чем насытился. А потом спать лег. И вот, когда видел он самый сладкий утренний сон, на ранней заре заявились домой голодные старухины сыновья. «Мать, у нас дома как будто человеком пахнет», – спрашивают они. «Да, забрел к нам один путник», – отвечает им старуха. «Давайте зарежем его, сварим и съедим», – говорят джинны. Только старший из них по-другому решил. «Не будем торопиться. Давайте сначала узнаем, кто он. Вдруг этот человек может нам пригодиться». Разбудили джинны Ахмета. А тот подумал спросонок: неужели это мои пропавшие братья? Да тут вспомнил слова старухи и понял, что перед ним ее сыновья джинны. Стал с ними беседовать. Поинтересовался, как живут, чем занимаются. Говорят ему братья джинны: если мы сыты, то мы и довольны. Нет у нас особых дел. Есть, правда, на свете одна вещь, которую хотели бы мы получить, да никак не можем. «И что же это за вещь?» – спрашивает Ахмед. «Живет недалеко отсюда один падишах. Есть у него 11 дочерей. Одна другой краше. Хотели бы мы на них жениться. Да живут в том городе 10 джигитов. И они хотели бы взять в жены дочерей падишаха. Вот и мешают нам. Мы с ними каждый раз боремся, никак победить не можем». «Что ж, придумаю я, как вам помочь заполучить сестер-красавиц, если дадите мне свободу», — говорит Ахмед. Услышав такие слова, очень обрадовались джинны. Уже не знают, чем угодить Ахмету. Накормили, напоили они его самым вкусным, что нашлось во дворце, и спрашивают: «Может быть, тебе что-нибудь нужно, чтобы в город побыстрее попасть и справиться с этим делом?» «Дайте мне пару лошадей и денег побольше», — отвечает Ахмед. «Доберусь до города, найду этих джигитов, разотру в пыль и развею по ветру». Удивились джинны, неужели сильный такой этот Ахмед? И решили они испытать его. «Давай-ка поборемся сначала», — говорят. А как начали бороться, ни один против Ахмета не устоял. Дали они ему тогда лошадей и денег, и отправился он в путь. Едет Ахмед в город падишаха, вторая лошадь рядом идет, денег в кошельке много. И надеется он, что те 10 джигитов и есть его братья, которых так долго он искал. Вот добрался Ахмед до города и стал у каждого встречного спрашивать, не знает ли он, где живут 10 джигитов. Наконец нашелся человек, который ему подсказал. Там они живут, на окраине города. Дом без забора, без ворот. Сразу узнаешь. Нашел Ахмед нужный дом, вошел. Сидит там один человек. Поздоровался с ним Ахмед и спрашивает: «Скажи, пожалуйста, кто живет в этом доме?» Отвечает ему хозяин: «Мы живем, я и мои братья. Нас 10 человек. И нет у нас ни жен, ни отца с матерью». Спрашивает тогда 11-й сын Ахмед: «Из каких же краев вы родом?» «Да мы уже сами не помним. Знаем только, что все мы дети одной матери и одного отца. Я самый младший, а братья мои пока на работе. А ты откуда пришел?» Говорит ему Ахмед: «Братья твои вернутся? Тогда все и расскажу. Долго-долго ходил я по свету, вас искал». Возвратились братья.
Увидели дома гостя, незнакомого джигита, сильного и статного, и спрашивают его: «Кто ты и откуда приехал?» Рассказал им Ахмед, кто он и откуда родом. И про отца с матерью рассказал, и про то, что ищет ушедших из дома братьев. Услыхав эту историю, воскликнул старший брат: «Так значит, ты наш братишка!» Обнялись все 11 братьев, даже заплакали от радости. «Нашел я! Нашел своих братьев!» — кричит Ахмед. Совсем голову от счастья потерял. Когда успокоились немного, сели они за стол ужинать. И рассказал им Ахмед о своей встрече с джиннами. И закончил рассказ такими словами: «Должны мы джиннов победить. Проверил я их силу, не могут они со мной тягаться». Подумали братья, как им ловчее это сделать, и придумали. О том, как Ахмед победил 11 джиннов. И отправился 11-й сын Ахмед снова к джиннам. Не сказал он им, что 10 джигитов его братья, а начал хитрить, хвастаться. «Мы этих джигитов легко победим. Они перед нами, что дети малые». Потом попросил Ахмед у джиннов острый кинжал, и отправились они все в город падишаха. Темной ночью прокрались к дворцовой стене. Решили в окно влезть по веревочной лестнице. Первым Ахмед влез. За ним старший из братьев джиннов поднимается. И только джин забрался в комнату, как выхватил джигит кинжал, да и отсек ему голову. И вниз кричит сердито: «Что вы там возитесь? Испугались? Давайте быстрее!» Лезет второй джин, и с ним расправился Ахмед. А потом и с третьим, и с четвертым. Всех убил. И положил мертвых джиннов у дверей дворца. А потом вошел тихонечко в комнату падишахских дочерей и взял их золотые кольца. Кольца были непростые. На каждом из них было имя девушки, которая его носила. Вернулся к братьям Ахмед и рассказал, как все было. О том, как Ахмед и его братья женились на дочерях падишаха. А оказывается, джинны, которых убил Ахмед, давно не давали падишаху спокойной жизни. И пообещал падишах 5 самым сильным своим батырам, охранявшим дворец, что если справятся они с врагами, то получат в жены 5 его дочерей. Но не могли они избавить падишаха и его народ от напасти. А в это утро увидели батыры у дверей мертвых джиннов, обрадовались и побежали падишаху докладывать: «Мертвы злые джинны, наш падишах! Избавили мы тебя от них!» Падишах тоже обрадовался, похлопал старшего батыра по плечу и говорит: «Слово свое сдержу. Выбирайте себе невест из 11 моих дочерей». И назначил день большой свадьбы. И повелел он всем своим подданным явиться на праздничный пир, даже детям и старикам, всем, кто ходить может. И настал торжественный день. Собрался на падишахском дворе весь народ, богатый и бедный, стар и млад. Батыров посадили на самые почетные места. Спрашивает падишах: «Все ли мои подданные явились на наш праздник? Может, кого забыли мы? Может, кто дома остался?»
Встал один человек и говорит: «О, падишах, есть на самом краю города ветхая избушка, без ворот, без забора. Живут там 10 братьев. Их нет на нашем празднике». Послал падишах за ними гонца, а те не хотят идти. Раз, говорят, у падишаха великий праздник, большая свадьба, пусть он пришлет за нами лошадей, тогда поедем. Рассердился падишах, решил силой братьев на свадебный пир доставить. Послал за ними 10 своих воинов. Братья 9 заперли в сарай, а 10-го обратно отправили с такими словами: «Скажи падишаху, мы его воинов не боимся, может, хоть 100 человек прислать». Рассердился, конечно, падишах еще пуще. Но не захотел он портить себе и народу праздник и прислал за братьями лошадей. Приехали тогда к нему братья. И снова спрашивает падишах: «Все ли мои подданные явились на наш праздник?» «Все!» – отвечает народ. «Ну так слушайте, говорит падишах людям, «есть у меня 5 батыров. Совершили они подвиг и большое благодеяние. Избавили нас и нашу землю от 11 злых джиннов, которые много принесли нам несчастья. За это отдаю я сегодня 5 батырам в жены 5 моих родных дочерей». Обрадовались люди, в ладоши захлопали, стали батыров благодарить и восхвалять. И начался свадебный пир. 11 дочерей падишаха начали обходить гостей, подносить им вкусное угощение, сладкое вино. Подошли и к Ахмету. Протянул Ахмет к кубку левую руку, ведь на правой-то у него было золотое кольцо. Удивилась дочь падишаха. «Нет, Джигит, — говорит она, — возьми правой рукой». Взял Ахмет кубок правой рукой, и блеснуло на ней золотое кольцо. Узнала его дочь падишаха, но ничего не сказала, пошла дальше гостей обносить. Ходят и ее сестры, угощают Ахмета и его братьев. И каждая из них узнала свое кольцо на руке одного из 11 джигитов. Встал тогда Ахмет и обратился к падишаху с такой просьбой: «О, падишах, видно, очень сильны твои батыры. Пусть же расскажут народу, как смогли они джиннов одолеть. И пусть покажут нам голову хотя бы одного джина». Велел падишах батырам принести голову джина, показать ее народу. Пошел за ней один батыр, да не то что принести, даже приподнять ее не может. Пошел тогда второй, а за ним и третий. Даже все вместе, впятером, не смогли они поднять голову джина. Вернулись назад батыры и говорят падишаху: «Нам лошадь нужна». Засмеялся Ахмет и говорит батырам: «Если вы не можете все вместе даже одну голову поднять, как же вы смогли убить 11 злых джиннов?» А потом обратился джигит к падишаху с такими словами: «Позволь мне, великий падишах, показать тебе тех, кто на самом деле тебя от джиннов избавил». Пошел он, легко принес голову джина, положил ее перед падишахом и всем народом. Потом подозвал своих братьев и говорит: «Вот кто настоящие герои». Посмотрел падишах на братьев, увидел золотые кольца своих дочерей и поверил Ахмету. Понял он, что его обманули, и сильно разгневался. Приказал бесчестных батыров в темницу бросить, а братьям-джигитам так сказал: «Простите меня, не знал я, что это вы джиннов победили. Поверил обманщикам». И решил он выдать 11 своих дочерей замуж за 11 братьев. Одели джигитов в красивые одежды и посадили на самые почетные места. Так продолжился свадебный пир.
После свадьбы построил падишах для каждого брата и его жены по красивому дому. А младшую дочь с Ахметом у себя во дворце поселил. И зажили они все хорошо, да ладно. О том, как Ахмет пошел на охоту и что из этого вышло. И вот однажды отправился Ахмет на охоту. Взял ружье и собаку. И жена с ним пошла. Долго ходили они. Вдруг поднялся сильный ветер, и в небе появилась большая черная туча. Опустилась эта туча на землю, окутала Ахмета и унесла его с собой. А жена, собака и ружье остались. Вернулась жена домой, рассказала все отцу, и заплакали они вместе. И что теперь делать, не знают. А туча была совсем не туча. Это был падишах джиннов, дед тех 11 злых братьев, которых победил Ахмет. Унес он джигита в свой дворец, за гору Каф. «Наконец-то ты в моих руках», — говорит джин. «Долго же я ждал, Ахмет, когда ты мне попадешься». И заковал Ахмета в тяжелые цепи, чтоб тот не смог никуда уйти. Так и жил Ахмет во дворце падишаха джиннов. Время шло, и вот однажды рассказал джин Ахмету свою сердечную тайну. Оказывается, давно хотел он жениться на дочери падишаха Солнца. Но была она такая красавица, что боялся ее падишах Солнца людям показывать. Держал за 7 замками и не хотел ни за кого замуж выдавать. Сколько ни просил джин, сколько ни пытался красавицу эту заполучить, ничего у него не выходило. А недалеко от падишаха Солнца жил падишах Алмаз. И был у него чудесный конь с золотыми копытами. Очень хотел падишах Солнца завладеть этим конем. И как-то раз пообещал он выдать свою дочь замуж за того, кто добудет ему коня с золотыми копытами. С тех самых пор несколько раз пытался джин украсть коня, но так и не смог. Вот и говорит он Ахмету: «Если приведешь мне этого коня, отпущу тебя на свободу». Согласился Ахмет. Ладно уж, думает, добуду ему коня. Шел он, долго шел, устал. Присел отдохнуть на развилке. И подошел к нему какой-то старик. «Куда ты идешь, сынок?» – спрашивает. Отвечает Ахмет: «Я, дедушка, иду к падишаху Алмазу добывать коня с золотыми копытами». «Да, за трудное дело взялся ты, джигит», — говорит ему на это старик. «Не просто этого коня увести. Чтобы все получилось, возьми с собою свою уздечку. Как откроешь дверь конюшни, увидишь рядом с конем на стене его золотую уздечку. Конь очень красивый, а его уздечка в 3 раза красивее. Будут твои глаза на нее смотреть, а ты отворачивайся и не поддавайся. Золотую уздечку в руки не бери.
Если до нее дотронешься, зазвонит во дворце колокольчик и прибежит стража. Сказал старик все это и исчез. А получилось вот что. Темной ночью добрался Ахмед до конюшни, открыл дверь и засмотрелся на уздечку. И так захотелось ему ее с собой забрать, что не утерпел он. Но только дотронулся до золотой уздечки, тут же во дворце зазвенел колокольчик. Прибежали стражи в конюшню, схватили джигита и в тюрьму бросили. А как утром проснулся падишах Алмаз, привели Ахмеда во дворец и докладывают. Вот, конокрада поймали. Говорит Ахмеду падишах: эх, красавец, да разве моего чудесного коня так просто украсть? Ты, я вижу, смелый джигит. Если хочешь коня заполучить, пойди к падишаху Месяцу. Есть у него золотой соловей. Он прекрасен и поет целый день не умолкая, от рассвета до заката солнца. Очень бы мне хотелось, чтобы этот соловей жил в моем дворце. Принесешь мне его, и конь твой. И отправился Ахмед за золотым соловьем. Долго-долго он шел, много препятствий преодолел. Очень устал и присел передохнуть. И снова, как по волшебству, является перед ним старик. «Как дела, сынок? Удалось ли тебе добыть коня?» – спрашивает он. «Не получилось у меня, дедушка», – грустно отвечает ему джигит. «Не послушался я твоих слов. На золотую уздечку польстился. Теперь вот приходится идти к падишаху Месяцу за золотым соловьем. Добуду соловья, отдадут мне коня». «Что ж, — говорит старик, — будешь брать соловья, не трогай золотой клетки, свою клетку с собою возьми». «Спасибо за совет, дедушка. В этот раз буду умнее», — сказал Ахмед и продолжил путь. Темной ночью забрался он во дворец падишаха Месяца, нашел соловья. Очень хотелось ему взять золотую клетку, но помнил он слова старика. Не тронул ее Ахмед. Посадил золотого соловья в свою простую клетку и пошел обратно. И вдруг заговорил соловей человеческим голосом, и говорит он джигиту: «Теперь, Ахмед, мы с тобой неразлучны будем. Куда ты, туда и я». Но отдал Ахмед золотого соловья падишаху Алмазу, чтобы получить коня с золотыми копытами. Вот едет он на этом коне к падишаху Солнцу за его дочерью. И конь ему тоже говорит: «Теперь, Ахмед, ты мой хозяин, будем мы с тобой неразлучны». 2 дня провели они в пути, и нагнал их золотой соловей. Дальше поехали вместе. Вот уже и дворец падишаха Солнца. Отдал Ахмед падишаху коня с золотыми копытами, а сам взял другого скакуна. Посадил рядом дочь падишаха и поехал дальше. И говорит ему красавица: «Ах, джигит, как было бы хорошо, если бы мы были всегда вместе, никогда не расставались». «Да, хорошо было бы», — отвечает ей Ахмед. А про падишаха джиннов ничего не сказал, не захотел ее огорчать. 2 дня провели они в пути, и нагнал их конь с золотыми копытами. Обрадовался Ахмед. Дальше едут. О том, как Ахмед уснул на поляне и что из этого вышло. И вдруг видит Ахмед, тот старик, что совет ему давал, снова навстречу идет. Подошел старик и сказал джигиту такие слова: «Скоро, Ахмед, развилка будет. Если там направо свернешь, будет легок и счастлив твой путь. Если же налево, много бед повидать тебе придется». Сказал и исчез. Поехали дальше Ахмед с девушкой. Едут, разговаривают, улыбаются друг другу. Так беседой увлеклись, что и не заметили, в какую сторону повернули. Ехали долго, устали и решили остановиться, передохнуть. Прилег Ахмед на поляне, да и уснул.
А проснулся и понять не может, проснулся уже или все еще сон видит. Нету рядом ни девушки, ни коня, ни соловья. Сидит Ахмет на земле, горюет. И тут видит, вновь появился перед ним знакомый старик. «Ах, сынок Ахмет, — говорит старик, — предупреждал ведь я тебя. Не сворачивай налево, ошибся ты. А теперь, чтобы потерянное вернуть, много невзгод, много трудностей тебе испытать придется. Чтобы мог ты все это преодолеть, дам тебе 3 вещи: носовой платок, гребень да зеркальце. Вставай теперь и иди вон туда. Там живет страшный див. Пока ты крепко спал, похитил он девушку, коня и соловья». И пошел Ахмет. Дошел до широкой реки. Расстелил на воде платок, над рекою мост появился. Перебрался Ахмет по нему на другой берег и дальше пошел. Когда добрался он до жилища страшного дива, тот как раз спал. Не стал Ахмет раздумывать, да по сторонам смотреть. Забрал поскорей дочь падишаха солнца, коня с золотыми копытами и золотого соловья и поспешил оттуда. Скачут они прочь, торопятся. Вдруг позади топот послышался, пыль столбом поднимается. Див их догоняет. Совсем близко уже, вот-вот схватит. Бросил Ахмет на дорогу гребень. Превратился гребень в густой высокий лес. Врезался див в этот лес, изранился весь. Не может сквозь него пройти. А Ахмет с девушкой скачут и скачут. Далеко ускакать успели. Вот, наконец, продрался див сквозь густые ветви и снова пустился в погоню. И опять позади топот слышится, пыль столбом поднимается, догоняет беглецов страшный див. Бросил Ахмет на дорогу зеркальце. Превратилось зеркальце в огромное глубокое море. Вошел див в это море и утонул. А Ахмет с девушкой продолжили свой путь. О том, как Ахмет освободил дочь падишаха солнца и вернулся в родную деревню. Вот уже и дворец падишаха джиннов недалеко. Пришлось Ахмету рассказать девушке, зачем он ее туда везет. Заплакала дочь падишаха солнца. «Зачем же ты обманул меня, Ахмет? Почему сразу не сказал?» Вот приехали они к падишаху джиннов. Доволен падишах, никак не налюбуется на девичью красоту. И про обещание помнит. «Что ж, — говорит, — отпускай я тебя, Ахмет. Иди куда хочешь». А Ахмету жалко девушку падишаха джиннов оставлять. Хочет он придумать, как бы ее освободить. И предлагает падишаху: «Давай я у тебя работником останусь». Согласился джин. И стал Ахмет работать у него во дворце. Очень скучала дочь падишаха солнца по родному дому, по отцу с матерью. Плохо ей было здесь. Вот стали они с Ахметом думать, как бы им избавиться от падишаха джиннов. Говорит девушке Ахмет: «Попробуй-ка выведать у него, где находится его душа». Дни идут за днями. Девушка с джинном ласково улыбается ему. Однажды вернулся джин домой, а она ему говорит:
Я тебя люблю очень, и все твои тайны знать хочу. Скажи мне, милый, а где находится твоя душа? Но и Джин не такой глупый. Видишь, возле двери метла стоит. В ней моя душа, отвечает. Как ушел Джин, побежала дочь падишаха Солнца к Ахмету и рассказала ему об этом. Нет, не там его душа, говорит Ахмет. А чтобы узнать, где она на самом деле, возьми-ка ты эту метлу, наряди в дорогие шелка и обними со слезами, когда придет старый Джин. Так и сделала красавица. Возвратился падишах Джинов домой, увидел ее и удивляется. «О чем же ты плачешь, милая?» «Так соскучилась по тебе», — отвечает она. «Вот обнимаю твою душу и плачу». «Глупая ты женщина! Разве же может душа быть в метле?» — посмеялся Джин. Ластится к нему дочь падишаха Солнца и говорит: «Я ведь тебя люблю, значит и душу твою люблю». «Душа моя далеко, в 150 верстах отсюда есть одно озеро. Посреди озера есть остров, на нем утиное гнездо. В том гнезде 4 яйца. Вот в них-то и запрятана моя душа. Озеро это охраняют 4 свирепых кабана. Никому не попасть на остров». Запомнила хорошенько девушка речь старого Джина, а потом все Ахмету рассказала. «Вот теперь похоже на правду», — сказал Ахмет. «Пойду искать это озеро». Пришел он к Джину и говорит: «Долго я на тебя работал, хочу теперь отдохнуть немного». Отпустил его Джин, и отправился Ахмет заветное озеро искать. На исходе 3-го дня пути встретил старого пастуха со стадом овец. Поздоровался джигит, стал старика расспрашивать о житье-бытие. 20 лет я здесь пасу овец, рассказывает ему пастух. Хорошо здесь, трава сочная, лугов много. Одно плохо, есть тут рядом озеро. И овцы мои, как захотят пить, туда бегут. Но там свирепые кабаны их к воде не пускают. Сколько уже овец моих загубили эти проклятые звери. Услышал Ахмет про кабанов, обрадовался, понял, что нашел то самое озеро, и скорее на берег захотел пойти. А пастух его отговаривает: «Сынок, не ходи туда! Очень злые, очень свирепые кабаны, загрызут они тебя!» Но Ахмет не послушался, попрощался и все равно пошел к озеру. Посмотрел ему вслед пастух и подумал с печалью: какой красивый джигит пропадет. Жалко его. Вышел Ахмет к берегу, а кабаны его уже учуяли. Знали они, что этот человек – сильный батыр. Знали, что много джинов он поборол. Вышли кабаны из прибрежных камышей, подошли к Ахмету и заговорили с ним человеческим голосом. «Что ж, Ахмет, давай с тобой силами померимся». И начали они драться. Долго-долго пытались кабаны одолеть Ахмета. Устали все. Да и джигит устал. Решили они все передохнуть. Самый старый кабан говорит: «Съесть бы мне сейчас головку молодого камыша. Я бы с тобой за 1 час справился. Не осталось бы от тебя и мокрого места. Съесть бы мне сейчас молодого барашка», отвечает ему Ахмет. «Я бы вас всех за 1 минуту одолел». А в кустах неподалеку прятался старый пастух. Не утерпел он, пошел за джигитом. Видел, как борется он с кабанами. И слова Ахмета про молодого барашка услышал. Быстро вернулся он к стаду, зарезал молодого барашка, зажарил его и Ахмету принес. Съел Ахмет барашка так быстро, что пастух и глазом моргнуть не успел. А как съел, появились у него новые силы. Кинулся он на кабанов и за 1 минуту всех одолел.
Потом спокойно доплыл до острова, нашел утиное гнездо и забрал из него все 4 яйца. Возвратился он во дворец падишаха джиннов и говорит хозяину: «Теперь твоя жизнь в моих руках». Сказав эти слова, бросил Ахмед 2 яйца на пол, и разбились яйца. Старый джин сразу стал в 2 раза слабее. Стал он джигита просить: «Не разбивай остальные яйца, Ахмед, хоть половину души мне оставь. Клянусь, никогда больше не трону я тебя». Отвечает ему Ахмед: «Верни девушку, коня и соловья тем, кому они принадлежат». Выполнил джин то, что велел ему Ахмед, и спрашивает: «А если я тебя верну на то самое место, откуда взял, отдашь ли ты мне 2-ю половину моей души?» «Сначала верни, а потом посмотрим», — отвечает Ахмед. «Что ж, — говорит джин, — тогда закрой глаза». Закрыл Ахмед глаза, а как открыл, видит, что стоит он на том самом месте, куда охотиться приходил. А через миг появились рядом конь и соловей. Велел тогда Ахмед падишаху джиннов домой уходить. Как ни просил, как ни умолял его джин, не отдал Ахмед ему обратно половину его души. И отправился джин домой. А Ахмед достал 2 оставшихся яйца и сильно стукнул их друг об друга. Разбились яйца, и в ту же самую секунду не стало на свете падишаха джиннов. Сев на коня с золотыми копытами, вернулся Ахмед во дворец падишаха, своего тестя. Там рассказал жене, ее отцу и 10 своим братьям о том, что с ним приключилось. Прошло совсем немного времени с того дня, и решил Ахмед вернуться в родную деревню, к отцу с матерью. Впряг своего чудесного коня в большую арбу, посадил на нее свою жену и всех братьев с их женами. Поехали они домой. А чудо-соловей им песни пел по дороге. Так и доехали. То-то радости было у стариков-родителей. С тех пор зажила счастливо и богато вся эта большая семья. Говорят, что если приехать в ту деревню, и сейчас можно прийти в гости к Ахмету и его братьям. «Медведь и женщина» – бабушкина сказка. Читают Сергей Шакуров, Рената Литвинова, Марат Башаров и Алина Сулейманова. Мне бабушка говорила, в давние времена женщина одна на жатву пошла и дитя с собой взяла. Только взяла она в руки серп и только стала пшеницу жать, как вышел на поле большой медведь и давай на весь мир реветь, давай ребенку мешать. Мне бабушка говорила. Он лапу занозил большой занозой и стал проливать огромные слезы, мне бабушка говорила. И вынула жница занозу медведю, и он перестал реветь. Мне бабушка говорила. И доброй жнице медведя зато принес целый улей меда. Так бабушка говорила.
Петух и лиса. Татарская народная сказка. Читает Сергей Шакуров. Однажды храбрец-петух заскучал у себя в курятнике и отправился на край села мир посмотреть. Там он забрался на высокую стену и огляделся окрест. Так красиво было кругом, так привольно дышалось. Взмахнул крыльями петух и громко закукарекал от радости. А в тех местах лиса жила. Услыхала она петуха и тоже обрадовалась. Видно, сам Аллах послал его мне. И скорее к стене побежала. Увидел ее петух и спрашивает: «Чего тебе, рыжая, по какому ты делу?» Отвечает плутовка лиса: «Возвращаюсь я из города, слышала твой приятный голосок и свернулась сюда, чтобы послушать твое пение, слух усладить. А еще узнала я в городе новость. Хочу скорее с тобой поделиться». Петух говорит: «Ну, рассказывай тогда, что за новость?» Бежала я мимо базарной площади, а там как раз глашатай кричит: «Новый указ издал падишах. С сегодняшнего дня пусть все мои подданные во всех моих владениях будут друзьями, живут в мире, не держат в душе зла, сильный пусть не трогает слабого, лев пусть не отрывает голову страусу, собака не дерет лисью шкуру, лиса не душит кур, коршун не нападает на воробьев. Пусть вместе живут и волки, и овцы, ястребы и голуби». Вот так приказал владыка. А коли так, то пусть и между нами не будет вражды. Петух, дружище, спускайся ко мне. Пройдемся с тобой в обнимку. Пусть все увидят, как мы исполняем указ падишаха. А петух будто бы не слышит ее, не обращает на лису внимания. Все в сторону села смотрит. Лиса опять за свое кричит вверх: «Эй, петух, ты что, не слышишь меня? Или ты не согласен с указом падишаха?» Петух со стены отвечает: «Погоди-ка, подружка, я вижу, кто-то бежит сюда из села, длинноухий, с хвостом и облезлый. Вот и думаю, кто бы это мог быть?» Лиса услыхала эти слова, испугалась не на шутку. Завертелась она, стала искать, где бы спрятаться. Петух ей: «Ты чего засуетилась? Не волнуйся. Сейчас узнаем, что за зверь. Обожди, пусть длинноухий подойдет сюда». А лиса: «Длинноухий, говоришь? С хвостом и облезлый? Да это ж собака. А у меня нет большого желания с ней встречаться. Чего доброго и зарвет мне шубу». Петух удивился: «Как? Ты ведь говорила, падишах издал указ не враждовать. А если так, то зачем собаке трогать нас? Или ты думаешь, она не согласна с указом падишаха?» А лиса, убегая, кричит: «Так-то он и так, но, может быть, она еще не знает об указе». Быстро исчезла рыжая, только хвост мелькнул. Так спасся петух от злого лисьего умысла, ответив на хитрость хитростью.
Гульчичек. Татарская народная сказка. Читают Рената Литвинова и Сергей Шакуров. Давние-давние времена в темном-притемном лесу, в самой его чаще, жила, говорят, злая-призлая колдунья. Был у нее сын, а у сына была молодая жена по имени Гульчичек. Говорят, мать колдунья многих людей с пути сбила, многих батыров обманом загубила. Такая была лютая, что даже родной сын не выдержал, сбежал. Отправился, куда глаза глядят, лишь бы от этих мест подальше. Осталась Гульчичек одна в доме колдуньи. Очень тосковала она по матери с отцом, но старуха никуда ее не выпускала. Сама на ночь уйдет, а избу на замок запрет. Никак не выйти, бедный Гульчичек. Но в одну ночь, говорят, торопясь по своим нечистым делам, забыла колдунья дверь запереть и даже хлебный калач из печи вынуть забыла, говорят. Ушла колдунья, увидела Гульчичек, что дверь не заперта, и стала скорее в путь собираться. Светит мне луна с небес, освещает темный лес. Хлеб достану из печи и побегу домой в ночи к мамочке своей родной, к мамочке домой. Так напевала Гульчичек, вынимая из печи хлеб. Положила она его за пазуху и побежала тайком проведать своих родных. Ночь прошла, день прошел, и Гульчичек немало прошла. За это время успела вернуться домой старуха. Увидела, что изба пуста, и рассердилась. Превратилась колдунья в огромного серого волка с острыми-приострыми зубами и пустилась по следу Гульчичек. Быстро бежал серый волк. Бежал, и догнал он Гульчичек. Преградил ей дорогу и завыл, говорят, страшным толстым голосом. Хвост огромный метет позади меня, вой ужасный идет впереди меня. Если ты мне мой не отдашь калач, на куски тебя разорву и съем, плачь не плачь. Очень испугалась Гульчичек. Она и рада бы хлеб отдать, чтобы избавиться от волка. Да нет у нее больше ни крошки. Все съела Гульчичек в пути. Что делать? Посмотрела она туда, посмотрела сюда.
неоткуда ждать спасенья. Вдруг видит у раскидистого вяза, что рядом стоит, дупло большое, пустое. Стала она дерево просить: «Помоги мне, добрый вяз, спрячь в дупло свое меня. Серый волк догнал меня, съесть грозится он меня. Спрячь меня, могучий вяз, помоги мне, добрый вяз». Пожалел Гульчичек старый вяз, впустил ее в уютное дупло, где белки хранили свои орешки, а летучие мыши спали светлым днем. Впустил ее могучий вяз в дупло и даже дверцей прикрыл. Не добраться до Гульчичек серому волчищу. Всю ночь драл когтями корни вяза серый волк. Всю ночь выл серый волк. Только перед самым рассветом отступилась ведьма и скрылась в лесной чаще. С первыми солнечными лучами вышла Гульчичек из дупла, поблагодарила дерево и поторопилась к родному дому. Быстро она шла по лесу, а вечер еще быстрее пришел. Снова настиг ее серый волк, опять преградил дорогу и завыл страшным толстым голосом. Хвост огромный метет позади меня, вой ужасный идет впереди меня. Если ты мне мой не отдашь калач, на куски тебя разорву и съем, плачь, не плачь. Посмотрела Гульчичек туда, посмотрела сюда. Видит небольшую круглую поляну. А посредине поляны серебряное озеро необычайной красоты блестит. Стала она озеро просить: «Ох, озерная вода, по пятам пришла беда. Серый волк догнал меня, съесть грозится он меня. Ты серебряной волной и прозрачной глубиной от него меня укрой, от него меня укрой». Пожалела озеро бедную Гульчичек, подняло свои волны, и разлилась вокруг нее глубокая вода. Стоит Гульчичек на маленьком острове, а волк злится, бегает по дальнему берегу, зубами щелкает, а достать не может. Боится, говорят, колдунья серебряной воды. Всю ночь ждал серый волк, и всю ночь выл серый волк. Только перед самым рассветом отступилась ведьма и скрылась в лесной чаще. С первыми солнечными лучами ушла вода. Поблагодарила озеро Гульчичек и поторопилась к родному дому. Шла она, шла, утро ушло, день ушел, вечер пришел. Добралась Гульчичек до самого края леса. Уже за полем видна родная деревня, уже видна крыша родного дома. Да тут темнеть стало. И настиг ее снова серый волк, только стал он еще злее, еще страшнее. Преградил дорогу и завыл страшным толстым голосом. Хвост огромный метет позади меня, ой, ужасный идет впереди меня. Если ты мне мой не отдашь калач, на куски тебя разорву и съем, плачь, не плачь.
Посмотрела Гульчичек туда, посмотрела сюда. Увидела на краю поля 2 сросшиеся березы, побежала и забралась на одну. Стал серый волк рыть землю под березой, корни березы грызть. Заплакала Гульчичек и запричитала. Неужели так и умру я здесь, совсем близко от дома родного, от отца с матерью, так и не увижу их? Услышал, говорят, ее скворец. Прилетел и сел на другую березу. Стала его просить Гульчичек. «Скворушка мой, скворушка, пестренькое горлышко, через поле полети, дом родной мой навести, голосок мой передай, поскорее передай». И дала Гульчичек скворушке в клювик длинный свой волосок. Полетел скворец прямо к дому, где жили ее родители. Оставил волосок на воротах и упорхнул. А тут как раз вышел к воротам брат Гульчичек. Заметил волос и подумал, похоже, это волос из гривы моего черного жеребца. Взял он его и натянул на свою домбру. Стал волос струной. Жена брата взяла домбру в руки и начала играть да приплясывать. А струна вдруг и запела человеческим голосом. «Не пляши ты, не пляши, лучше домбру положи. У меня спина болит, ты на домбре не играй, ты струну не задевай, голова моя болит, ох, как голова болит». Удивилась жена брата. Что такое с этой домбры? Что это за песня? И дала посмотреть мужу. Тронул брат струну, и запела струна голосом Гульчичек. «Брат, на домбре не играй, ты струну не задевай, голова моя болит, ох, как голова болит. Я у леса на краю, на березе слезы лью. Серый волк, колдунья злая, съесть скорее меня желает, под березой яму роет и от злости страшно воет. Торопись, мой милый брат, поспеши на помощь, брат!» Удивился брат, но все понял. Кажется, моя сестренка Гульчичек в беду попала. Нужно ее выручать. Взял он увесистую дубину, вскочил на коня и помчался за деревню на край поля. Как раз вовремя успел, говорят. Уже выкопал серый волк большую яму под березой. Совсем дерево накренилось, вот-вот упадет. Ударил брат волка, что есть силы, и убил ведьму. А сестру посадил на коня и привез в родной дом. С этих пор осталась она жить в родительском доме и жила, говорят, хорошо и счастливо. Я к ним заходила сегодня, пришла, вчера ушла. Угощали богато, кормили маслом, поили медом. Бочки 2, ковш 1. Пей, сколько влезет. Наследство бедняка. Татарская народная сказка. Читает Сергей Шакуров. В прежние времена жил, говорят, один очень бедный человек. И было у него, говорят, 3 сына. А вещей у него было 1 топор, 1 лопата, 1 моток мочала. Пришла старость. Стал бедняк готовиться к смерти. Позвал, говорят, он своих сыновей и раздал наследство. Старшему сыну топор, среднему лопату, а младшему достался моток мочала. Когда отец умер, старший сын взял топор и отправился жизнь свою устраивать. Решил он испытать, сможет ли он своим ремеслом и людям помочь, и себя прокормить. Вот шел он и дошел до незнакомой деревни. Там жил один бай.
Выстроил он себе новый дом, а окон в нем нет. Темным-темно внутри. Говорят, в этой деревне ни в одном дворе топора не было. Заставил тогда Бай 2 своих работников солнечный свет ситом в дом носить. Те носят, вспотели все, а в дом солнечный свет занести никак не могут. Удивился всему этому старший сын, подошел к Баю и спрашивает: «Если я впущу в твой дом солнечный свет, сколько денег ты дашь мне?» «Если сможешь сделать так, чтобы солнечный свет входил в мой дом с рассветом, стоял в нем весь день и уходил только на закате, дам тебе целую 1000 рублей», — ответил Бай. Взял, говорят, старший сын отцовский топор и с 3 сторон нового байского дома прорубил по 2 окна, да еще и застеклил их. Дом получился светлый-светлый. В первые 2 окна входило солнце на рассвете, во вторые светило днем, а в третьи на закате смотрело. Закончил наш умелец свою работу, поблагодарил его Бай и дал ему 1000 рублей. Так вернулся, говорят, старший сын домой разбогатевшим. Средний сын, увидев, каким богатым и довольным вернулся его старший брат, подумал: «Погоди-ка, и мне, наверное, не просто так отец лопату оставил». Взял он лопату, говорят, и тоже отправился в путь. Шел средний сын так долго, что зима наступила. Дошел до одной деревни. Видит, на льду реки у самого берега лежит большая груда намолоченного зерна, и все жители вокруг нее собрались. В те времена, перед тем, как сложить в амбар зерно, люди веяли его, сушили, подбрасывая в воздух, пока оно не просохнет. Но вот беда. Говорят, в этой деревне ни в одном дворе лопаты не было. И жители веяли сырое зерно голыми руками. А день был холодный, ветреный, мерзли у них руки. И говорили они друг другу: «Хорошо, если мы все это зерно сможем за 2 недели провеять». Услыхал эти слова средний сын и спрашивает у этих людей: «Если я провею ваше зерно за 2 дня, что вы дадите мне?» Зерна было вдоволь, и жители деревни обещали отдать ему ровно половину. Вот взял наш умелец лопату и, говорят, за 1,5 дня управился. Очень обрадовались люди, поблагодарили его и отдали ему половину зерна. Так вернулся, говорят, и средний сын домой разбогатевший. Младший сын, увидев, какими довольными и богатыми вернулись оба его брата, тоже взял завещанный отцом моток мочала и, ни слова не говоря, вышел из дома, и направился он вверх по реке. Шел он и остановился рядом с большим озером. Местные жители к этому озеру даже подходить боялись. Говорили, будто живут там нечистые водяные духи, хитрые пэри. Сел младший сын на берегу, распустил свое мочало и стал из него веревку плести. Плетет он, и тут вынырнул из озера самый младший пэри и спрашивает: «Зачем ты плетешь эту веревку, Агай?» Отвечает ему спокойно младший сын: «Хочу это озеро к небесам подвесить». Заволновался младший пэри, нырнул скорее обратно в озеро и прямиком к своему деду. «Бабай, — говорит, — пропали мы. Там наверху один человек веревку плетет. Говорит, что озеро наше к небесам хочет подвесить». Успокоил его дед Пэри: «Не бойся, дурачок. Пойди, посмотри, длинна ли его веревка. Если длинная, тогда уж беги с ним на перегонки. Обгонишь человека, и придется ему бросить эту затею». Пока младший Пэри бегал к деду на дно озера, младший брат тоже был делом занят. С
сплел он оба конца своей длинной веревки так, что не найдешь, где она начинается, не поймешь, где она заканчивается. Потом обернулся и заметил, как два зайца прыг да прыг друг за другом и спрятались в одну нору. Тогда быстро скинул он с себя рубаху, завязал у нее горло рукавами, а подолом накрыл выход из норы, а потом крикнул громко «Той!». Оба зайца с перепугу из норы выскочили и попали прямо в его рубаху. Завязал он крепко подол рубахи, чтобы зайцы выпрыгнуть не смогли, а на себя чекмень надел. В это время и младший Перри подоспел. «Дай-ка я посмотрю, Агай, длинна ли твоя веревка?» Дал ему в руки веревку младший сын. И начал младший Перри искать ее конец. Скользят его руки по веревке, а она никак не кончается. Тогда говорит младший Перри: «Давай-ка, Агай, побежим с тобой на перегонки. Кто первый прибежит, тот и будет решать, что делать с озером». «Ладно», — ответил младший сын. «Только давай вместо меня мой двухмесячный сынок побежит». И выпустил он одного зайца из рубахи. Коснулись земли заячьи лапки, и припустил заяц изо всех сил. Не смог его догнать младший Перри. А пока он бегал, достал младший сын из рубахи второго зайца. Возвращается Перри и видит, сидит младший брат, зайца поглаживает и приговаривает: «Устал, миленький, отдохни, цветочек мой». Изумился Перри и быстрее нырнул в озеро снова к деду. «Бабай, — говорит, — у этого человека есть двухмесячный сын. Побежали мы на перегонки, тогда же он меня обогнал». Велел дед Перри внуку бороться. Тот снова поднялся на берег и говорит: «Давай, Агай, поборемся с тобой». Отвечает ему младший сын: «Иди-ка ты вон к тому упавшему дереву, кинь туда камень и крикни: давай бороться, там мой старый дед липу обдирает. Сначала с ним поборись». Кинул младший Перри камень и крикнул. Камень попал в голову огромному медведю. Рассердился медведь, поднялся из-под дерева и бросился, рыча, на обидчика. Еле-еле сбежал от него младший Перри и скорее снова к деду. «Бабай, — говорит, — у этого человека есть старый беззубый дед. Стали мы с ним бороться, даже он меня поборол». Дед дал ему свой 40-пудовый железный посох и говорит: «Пусть каждый из вас метнет этот посох. Кто выше забросит, тот и будет решать, что делать с нашим озером». Начали состязание. Первым метнул, говорят, младший Перри. Забросил железный посох так высоко, что тот из виду пропал, а через некоторое время упал обратно. А младший сын стоит себе, даже не шелохнется. «Чего ж ты ждешь, Агай? Уж не наш ли победа?» – спрашивает довольный Перри. «Жду, когда подойдет вон то облако. На него и заброшу твою железку», – отвечает ему младший сын. «Ой, не надо, Агай, не кидай, бабай сильно рассердится», – испугался Перри. Схватил он железный посох и снова к деду поспешил. «Бабай, — говорит, — этот человек чуть не закинул твой посох на облако, еле успел его спасти». Задумался тогда дед и говорит: «Придется от него откупиться. Иди спроси, много ли он возьмет с нас денег за наше озеро». Пошел младший Перри на берег и спросил. И ответил, говорят, ему младший сын: «Наполните мне до краев эту шляпу серебряными монетами, тогда уйду». Отправился Перри за серебром. Она шла вкачь, выкопал, говорят, яму. Внизу широкую, а верх узкий, как горлышко кувшина. Потом продырявил он свою шляпу и положил сверху. Таскал Перри серебро. Замучился, пока смог шляпу наполнить. Еле-еле наполнил, и расстались младший Перри и младший сын. Прикрыл землей свою яму младший сын и отправился домой. Одолжил он у соседей лошадь и целый день, говорят, перевозил потом свое богатство.
Башмаки. Татарская народная сказка. Читает Марат Башаров. В стародавние времена жил один старик, и был у него единственный сын. Жили они в своей ветхой избушке бедно, но дружно. А как пришло время старику умирать, говорит он сыну: «Нет у меня ничего, сынок, чтобы оставить тебе в наследство. Вот разве что пара башмаков. Куда бы ты ни шел, бери их с собой, сынок, не оставляй нигде, они тебе пригодятся». Прошло совсем немного времени, и умер старик. Остался его сын сиротой. Было тогда юноше 15 лет. Думал и решил отправиться путешествовать. Уходя, вспомнил, что сказал ему о башмаках отец. Взял он отцовские башмаки и положил себе в сумку, а сам пошел босиком. Шел, да много ли пройдешь босиком? Все ноги изранил, остановился отдохнуть. Присел на землю, снял с плеча сумку, вздохнул и сказал сам себе: «Надену-ка я отцовские башмаки, не век же мне их беречь, вот они мне и пригодятся». И только надел, сразу ногам легко-легко стало. Усталости как не бывало. Ноги в этих башмаках сами по дороге идут, а башмаки еще и музыку играют. Повеселел джигит, даже подпевать начал. Идет и радуется. Вот и ладно, идет дальше. Завидел его издалека встречный путник. Любуются парнем и удивляются: как он идет легко да весело, да еще и песни распевает. Подошел поближе, рассмотрел башмаки и подумал: не волшебные ли башмаки у него? Если так, может, он продаст мне их за мешочек золота. Поравнялись они и остановились поговорить. Тут прохожий стал уговаривать нашего джигита: продай мне твои башмаки за мешочек золота. «Бери», — ответил юноша. Так легко у него было на душе, что согласился. Забыл отцовский наказ. Путник надел на ноги башмаки и только хотел пойти дальше, а башмаки его сами понесли. Да так быстро, что он даже остановиться не может. Кое-как, пробегая мимо ивы, успел бедняга ухватиться за ветку, да быстрее стащил с себя непослушную обувь. Отдышался и думает: дело нечисто. Уж не шайтан ли заколдовал эти башмаки? Верну-ка я лучше их побыстрее назад. И побежал обратно. Бросил башмаки на траву перед юношей. «Оставь в себе это чудо», — говорит. Ушел, не оглядываясь. «Постой!» — кричит ему вслед юноша. «Ты забыл свое золото!» Но тот как будто и не слышал. Ни башмаков взять не захотел, ни золота. Пожал плечами парень, надел снова свои башмаки, взял мешочек с золотом, да и пошел дальше. Легко ему шагалось, музыка играла, а он подпевал. Так добрался до незнакомого города. Зашел в бедный маленький домик, а там старушка сидит и молчит. Поздоровался он и спрашивает: «Как поживаете? Что происходит в городе у вас?» «Был у хана нашего единственный сын, да умер», — отвечает старушка. 15 лет прошло с тех пор. Весь народ в трауре. Смеяться и радоваться у нас в городе запрещено. Хан и сам молчит, ни с кем разговаривать не хочет и не смеется никогда». «Надо же», — говорит парень, — «мертвого обратно не воротишь? Надо хана как-то утешить, а то так и придется вам до скончания времен в трауре жить. Пойду-ка я к хану, попробую его развеселить». «Не знаю, сынок», — покачала головой старуха. «Если пойдешь на ханский двор, выгонит тебя визирь из города». «Ну ладно»,
Пошел Джигит к ханскому дворцу. Башмаки приплясывают, музыку играют, Джигит подпевает. Глядят на него люди и удивляются. Что это за человек ходит веселиться? Подошел он к самому дворцу, а тут визирь на коне с мечом в руке преградил ему путь. Что ты тут ходишь? Народ баламутишь. Горю нашему радуешься. И выгнал его из города. Вышел из города юноша, сел и подумал. И почему я послушался визиря? Почему ушел? Должен я спасти хана от тоски и печали. И снова направился к ханскому дворцу. Дошел до самых ханских ворот. И снова прогнал его визирь. Снова вышел из города юноша, сел и подумал. Меня ведь не хан, а только визирь прогнал. Нужно мне увидеть самого хана. И снова направился к ханскому дворцу. Башмаки приплясывают, музыку играют, Джигит подпевает. Дошел до самых ханских ворот, а хан в это время одиноко сидел на крыльце в тоске и печали. Спрашивает он своих караульных солдат. Что это там за шум? Да парень один пришел к нам в город, ходит, народ веселит, отвечают ему. Задумался хан. Вспомнил он, что давным-давно не слышал человеческого смеха, и захотелось ему увидеть смельчака. Пустили Джигита. Повелел хан созвать весь свой народ на площадь и сказал такие слова. Нельзя так больше жить. Хватит уже нам печалиться и горевать. А тут визирь на площадь явился и кричит. Этот мальчишка обманывает нас. Не сам он играет, не сам пляшет. У него на ногах заколдованные башмаки. Надо прогнать его из города. Что ж, говорит хан, раз так, надень-ка сам его башмаки и спляши-ка нам. Надел визирь башмаки, хотел сплясать, да одну ногу еле-еле с места сдвинул, а вторую и вовсе не смог от земли оторвать. Засмеялся народ. Ты же говоришь, башмаки сами пляшут. Засмеялся хан. Взял он Джигита к себе во дворец за то, что сумел народ развеселить и его, самого хана, засмеяться заставить. Отдал ему в жены свою дочь. Когда хан умер от старости, выбрал народ Джигита своим ханом. А визирь-то, оказывается, 15 лет коварно ждал, когда умрет хан от тоски и печали. Хотел после его смерти жениться на ханской дочке и самому ханом стать. Поэтому и прогонял юношу. А вышло так, что хан прогнал визиря с позором. Правду говорят, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Звездные сказки. Белый волк. Татарская народная сказка. Читает народный артист России Сергей Шакуров. Давно это было. Так давно, что и не упомнить имен тех батыров, что совершали тогда свои подвиги. Ведомо нам, однако, что жил тогда на земле один падишах. Жена его, умница и красавица, родила ему 4 сыновей. Пока царевичи были малы, весело и шумно было во всех дворцах падишаха. Но уж если птенцы, оперясь, покидают родные гнезда, то люди и подавно. Настало время, и сыновья владыки один за другим покинули родные места.
отправились на чужбину познать премудрости наук, ума-разума набраться. Осиротели пышные дворцы, тихо стало в роскошных садах, скучно стало падишаху без детей. И вот однажды приказал он запрячь лучших своих коней в лучшую колесницу, и поехали они вдвоем с женой в широкую степь развеять тоску по сыновьям. Едут они, едут, и понял падишах, что давно не дышал вольным степным ветром, давно не видел ярких звезд в ночном небе над степью. Решили они с женой остаться в степи на ночлег. Поставили крепкий шатер, поужинали и легли спать с легким сердцем. И вот ночью, когда видели они самые сладкие свои сны, поднялся в степи ветер такой силой, что снес он могучим порывом даже крепкий шатер падишаха. Тут же, откуда ни возьмись, возник из ночного мрака султан Джинов и унес красавицу жену из объятий мужа. Проснулся падишах, а жены рядом нет. Обезумел он от горя, вскочил в колесницу и поскакал на поиски. Долго искал, без еды и сна гнал он лошадей по степи, пока они совсем из сил не выбились. Все напрасно. Вернулся падишах домой ни с чем. И отправил он тогда батыров во все страны света, туда, куда конь доскачет верхом, куда корабль доплывет на корабле, а куда только пешком и доберешься, велел пешком идти. Искали батыры жену падишаха и на суше, и на море, и в лесах, и в горах. Целый год прошел, а вестей о супруге нет и нет. Сам не свой стал падишах от такого горя. Между тем вернулся домой с чужбины старший сын. Узнал он, какая беда случилась, и говорит отцу: «Отец, учеба моя закончилась. Отпусти меня теперь искать матушку. Найду или не найду, через год вернусь назад». «Что ж», — согласился отец, — «поезжай». Попросил старший сын у отца падишаха 100 солдат, попросил денег на год жизни, захватил еды питья и отправился в путь. Ехал месяц, ехал другой, долго-предолго ехал, так уж долго, что земля крутиться устала. Из нее 3 раза юла вырастала, пустыня красной таволгой покрылась, сквозь камни стеблями просто пробилась. Пшеницу на льду уста лежать, но конца пути еще не видать. А что же падишах? 5 месяцев прошло, 6 месяцев. Вот уж и год прошел, но не дождался падишах ни старшего сына, ни вестей о нем, ни добрых, ни дурных. Зато вернулись домой с учебы 2 средних сына. Узнали они, что случилось, и стали просить отца отпустить их на поиски матери и брата. «Если никого не найдем, — говорят, — через год вернемся». Боялся отец их отпускать. «И мать ваша пропала без следа, и о старшем вашем брате уж целый год ничего не слышно. Даже не знаю, жив ли. А что, если и вы пропадете? Не хочу я еще и вас потерять, и не упрашивайте меня больше». Но не отступились братья. Каждый день приходили к отцу и просили отпустить их на поиски. Что было делать? Пришлось падишаху согласиться. Взяли братья по 100 солдат, попросили денег на год жизни, захватили еды питья,
попрощались с отцом и уехали. Утром торопятся, к ночи не унимаются, полы халатов сзади разбиваются. Стрелы вперед посылают, с коней совсем не слезают. Так исхудали спеша, что шеи вытянулись, что стебли камыша. Лица загаром покрылись в пути, но ни мать, ни брата не сумели найти. А что же отец-падишах? Еще 5 месяцев прошло, 6 прошло, а там и год прошел. Но не дождался падишах ни старшего сына, ни средних своих сыновей, ни вестей о них ни добрых, ни дурных. Зато, наконец, вернулся с учебы и младший сын. Узнал он обо всем, что случилось, опечалился и начал просить отца отпустить его на поиски. А отец об этом и слышать не хотел. «Что ты, сынок, если и ты пропадешь, с кем же я останусь? Кто утешит меня в моих печалях? Кто ушел, того уж не вернешь, а ты оставайся дома. Никуда тебя не отпущу и не проси». Но младший сын не согласился остаться дома и продолжал упрашивать: «Отец, может быть, братья попали в беду и моей помощи ждут? Как же я могу остаться дома? Прошу тебя, позволь мне пойти на поиски братьев и матери. Не нужно мне войска, дай только денег, чтобы хватило на год. Вот увидишь, я вернусь». Долго не соглашался падишах. Никак не хотел отпускать младшего сына, но юноша не отставал, каждый день просил отца. Наконец, благословил падишах его в дорогу. Взял младший сын деньги, помолился Аллаху, сел на резвого скакуна и отправился в путь. Много месяцев, много дней, много часов и еще больше минут миновало, но только попал младший сын в бескрайний лес. Увидел он, какая сочная трава на полянах растет, зеленеет. Услышал, как тоненько звенит в траве прохладный чистый ручей. Вспомнил, что давно уже не давал своему коню отдохнуть как следует, наесться и напиться вдоволь, и решил остановиться на ночлег. Расседлал, стреножил коня и оставил его пастись, а сам взял ружье и отправился в чащу подстрелить какой-нибудь дичи себе на ужин. Не успел он, однако, пройти и 10 шагов, как вышел ему навстречу белый волк и сказал недовольно: «Эй, Джигит, что ты здесь делаешь? Откуда явился? Куда едешь? Почему без моего позволения топчешь мою траву, да еще собираешься на мою дичь охотиться?» Младший сын ответствовал: «Всего-то и хотел я, что подстрелить вон ту птицу себе на ужин. Очень устал я, проголодался, издалека ведь еду. Что ж, раз это твой лес, то прости меня. Без твоего разрешения не буду здесь охотиться, и коня своего кормить не буду. Сейчас же уеду отсюда». Услыхав вежливую речь, перестал белый волк сердиться. «Вижу я, парень ты хороший, слова твои прямые и правдивы. Так и быть, разрешаю тебе в моем лесу ходить, коня кормить, из ручьев пить, на дичь охотиться. Только птицу, какую выбрал, не трогай. Там, за кустом, другая сидит. Можешь ее подстрелить. А когда приготовишь вкусный ужин, приду к тебе его отведать». Сказал так белый волк и ушел. А Джигит поступил, как было сказано. Подстрелил птицу, что сидела за кустом, поставил на поляне шатер, развел костер, приготовил вкусный ужин, напоил, накормил коня, а сам не ест. Сидит, ждет, когда к нему белый волк пожалует, пробовать угощение. И тут
вышел к нему на поляну незнакомый юноша. Совсем молодой, без уса еще. Улыбнулся ему навстречу сын падишаха, пригласил его в свой шатер поужинать вместе. Разговорились они, а потом и поужинали вдвоем. Так голодны были оба, что почти все и съели, только на дне казана чуть-чуть осталось. Только тут вспомнил сын падишаха про белого волка, и стало ему стыдно. Испугался он, подумал, как мало осталось у меня еды. Когда белый волк придет, чем же я его угощать буду? Увидел гость, что Джигит невесел, и спрашивает: «Друг мой, так хорошо сидели мы с тобой, так славно беседовали, что ж тебя опечалило?» Не стал ничего скрывать сын падишаха, рассказал гостю, а тот и говорит: «Не беспокойся об этом, Джигит, ведь белый волк – это я». Со мной ты встретился. Знаю я 70 видов колдовства, 70 разными животными оборачиваться умею. Обрадовался сын падишаха, и продолжили они свою беседу. Много о чем переговорили. Рассказал Джигит хозяину леса о том, кто он, откуда и зачем едет. Спросил его белый волк: «А как ты думаешь, живы ли еще твои братья?» «Конечно», — ответил сын падишаха, «ведь не с плохими мыслями, не по дурной дороге отправились они. Поехали искать нашу маму. Кроме того, с каждым из них было по 100 солдат. Были у них и деньги, и провизия, и ружья, чтобы защищаться». Усмехнулся хозяин леса. «А если увидишь своих братьев, сможешь ли ты узнать их? Пойдем, покажу тебе кое-что». И повел белый волк Джигита через поляну к одному старому камню. Камень был в трещинах весь, снизу на треть в землю врос, сверху весь мхом покрылся. «Никого не напоминает тебе этот камень?» – спросил белый волк. Пожал плечами младший сын падишаха, не знает, что и сказать. «А ведь это твой старший брат», – сказал ему хозяин леса. «А те 2 камня, что чуть подальше, это 2 твоих средних брата. А вот эти камушки поменьше, видишь, сколько их? Это их солдаты. Все они пришли в мой лес и не послушались меня. Твои старшие братья со своими батырами топтали мою траву, пили воду из моих ручьев, охотились на мою дичь без разрешения, а меня из своих ружей застрелить хотели. Вот потому превратил я их в каменных истуканов». Услышал об этом младший брат, и слезы встали у него в глазах. Упал он на колени перед белым волком и стал его умолять о прощении. Стал упрашивать вернуть старшим сыновьям падишаха и их слугам человеческий облик. «Хорошо, прощаю их», — сказал белый волк. «Верну им человеческий облик. Но не думай, что помогут они тебе отыскать мать. Не бери их с собой. Все равно такое дело им не по силам. Пусть отправляются обратно к отцу. Попроси остаться только того брата, что старше тебя на год». После этих слов отвернулся белый волк, долго читал какое-то заклинание, а когда читал, дунул на камни, и в то же мгновение они ожили, превратились в людей. И каждый из них продолжил делать то, что делал, пока не окаменел. Кто лошадь седлает, кто ружье чистит, кто песни поет. Увидел все это очнувшись старший сын падишаха и принялся по привычке командовать: «Скорее собирайтесь, джигиты, пора в путь, слишком долго мы спали». Подошел к нему младший сын падишаха, обнял и рассказал, что за сон сморил старших братьев и их слуг на этой поляне. Рассказал, как упросил белого волка вернуть им человеческий облик, и посоветовал вернуться домой к отцу, который совсем, наверное, пожелтел от разлуки. Увидели царевичи, что их братишка с хозяином леса дружен, не стали возражать, сели на коней, взяли солдат и отправились в свою страну. Остался только тот брат, что был старше нашего Джигита на год. Стал тут младший брат с хозяином прощаться.
Спасибо тебе за твою доброту, Белый волк. Но я человек дороги. Путнику только в пути бывает хорошо. Поэтому позволь мне и моему брату покинуть твой лес и продолжить наши поиски. Что ж, задерживать вас не буду. Только провожу до другого края леса. А то в чаще водятся свирепые дикие звери. Боюсь, как бы они на вас не напали. Собрали шатер, сели на коней и поехали втроем. По пути Белый волк говорит младшему брату: «Предстоит тебе долгая и трудная дорога. Я знаю ее не всю, но про то, что знаю, расскажу. Может быть, и пригодятся тебе мои советы. Сейчас мы едем по моему лесу. Здесь 3 дня и 3 ночи пути. А как покинете вы его, будете ехать еще 3 дня и 3 ночи и попадете в страну султана джиннов. Еще через 3 дня и 3 ночи пути увидите золотой тополь в 60 обхватов. У подножия тополя будет маленькое озерцо. Выкопайте на его берегу землянку, и пусть твой брат возле нее останется. А сам иди к тополю и выкопай у его корней себе яму. Там и спрячься. Через несколько часов прискачет к этому озеру на водопой табун жеребцов. Попьют воды и ускачут. А спустя еще час услышишь: содрогнутся небеса, земля начнет ходить ходуном, послышится топот копыт, громкий, как раскаты грома. И прискачет туда пегий жеребец в 60 обхватов с золотой гривой. Он подойдет к золотому тополю и начнет чесаться в ствол с одной стороны. А когда устанет, поскачет к озеру, выпьет одним глотком и начнет тереться о золотой тополь с другой стороны. За это время пусть твой брат перетаскает к себе в землянку всю рыбу со дна выпитого озера. Этой рыбы хватит ему надолго. Жеребец будет тереться о ствол тополя, пока не сломает его. Как услышишь треск, быстрее из ямы своей выскакивай и садись на жеребца верхом. Не сможешь верхом, хотя бы за гриву попробуй ухватиться. А если и это не выйдет у тебя, хватайся за хвост. Как схватился, не отпускай. В воду побежит жеребец, в воду с ним окунайся. В огонь поскачет, и ты с ним. Рук не разжимай, куда бы он тебя не занес. Сумеешь на нем удержаться, найдешь свою мать. Не сумеешь, и матери не найдешь, и сам пропадешь. «Я на все готов», — отвечает Джигит. «Верю, найдешь мать», — похлопал Джигита по плечу Белый волк. «Но когда найдешь на обратном пути, непременно езжайте через мой лес. Если забудешь, то не будет тебе моего благословения». Вот доехали до края леса, попрощались братья с Белым волком и отправились дальше. Через 3 дня и 3 ночи прибыли они в страну султана джиннов. А еще через 3 дня и 3 ночи увидели золотой тополь в 60 обхватов. Озеро тоже на месте оказалось. Вырыли братья землянку, и старший из них в ней остался. Напомнил ему младший брат, чтобы не забыл рыбу к себе перетаскать, а сам пошел к тополю, выкопал себе яму и спрятался там. Присыпал себя землей, только щелку оставил, чтобы глаза видели свет. Прошло несколько часов, и прискакал на водопой табун жеребцов. Попили они воды и побежали в луга пастись на сочной зеленой траве. А спустя еще час услышал младший сын падишаха, как содрогнулись небеса. Земля начала ходить ходуном. Послышался топот копыт, громкий, как раскаты грома. Видит Джигит. Скачет пегий жеребец в 60 обхватов. Грива золотая так и вьется. Подскакал к золотому тополю и начал чесаться о него с одной стороны. Долго-долго чесался, устал. Прыгнул на берег озера одним скачком и выпил всю воду из озера одним глотком. А потом вернулся к тополю и принялся тереться о ствол с другой стороны. Не выдержал ствол золотого тополя, треснул у самого основания.
услышал треск Джигит. Быстрее молнии выскочил из ямы и попробовал оседлать жеребца. Но очень уж высок был жеребец, не получилось у нашего героя сесть верхом. Только за гриву уцепиться успел. Почуял Пеги жеребец, что кто-то ухватился за его золотую гриву и решил сбросить непрошенного гостя. Скакал и брыкался, к облакам взлетал и на землю камнем бросался, и на дыбы вставал, и по земле катался. Ничего не помогло. Крепко держался Джигит, пальцев так и не разжал. Доскакал жеребец до огненной горы и заржал. «Эй, Джигит, прыгну я сейчас в самую сердцевину огненной горы. Отпусти меня, иначе сгоришь». «Не отпущу», — отвечал тот. «Если я сгорю, то и ты не выйдешь из огня невредимым, так что поскачем в огонь вместе». Бросился тогда жеребец в огонь. Долго скакали они через пламя и, наконец, оказались с другой стороны горы. Опалился парень, обжегся, очень болели у него руки. Оглянулся он назад, а там нет никакого огня, и огненной горы тоже нет, а стоит какой-то незнакомый город, каменные дома и узкие улицы. «Значит, обмануть меня хотел этот жеребец», — понял Джигит. Сразу и боль у него прошла. «Ну теперь-то ни за что не отпущу», — воскликнул он и еще крепче за гриву ухватился. А жеребец уже на берегу моря остановился и ржет. «Эй, Джигит, отпусти меня! Прошел ты через огонь, а через воду не сможешь. Нырну я сейчас в глубокую морскую пучину. Если я захлебнусь, значит и ты захлебнешься», — отвечал Джигит. «Утонем вместе». 3 дня и 3 ночи плыл жеребец в морской пучине. Наконец оказались они на другом берегу, а там лес стоит дремучий. Густо в нем деревья растут. Так тесно их ветви сплелись, что даже маленькой птичке не пролететь по тому лесу. Снова заржал жеребец. «Эй, Джигит, отпусти меня! Сейчас побегу я через лес. Буду деревья крушить, ветки сучья ломать, все равно не удержишься. Раздерут тебя деревья на мелкие кусочки. Пожалей себя, ведь ты еще так молод». «Ну уж нет», — ответил юноша, — «где я пропаду, там и тебе не проскочить. Не могу я тебя отпустить. Куда ты, туда и я». Ринулся жеребец в густой бурелом. 3 дня и 3 ночи скакал сквозь непролазную чащу. Еле удержался Джигит. Вся одежда на нем порвалась, все руки задрал, но не отпустил золотой гривы. Доскакали они до края дремучего дикого леса, а за ним еще страшнее преграда. Такие высокие горы, что и вершин не видно. Такие глубокие пропасти, что и дна не разглядеть. Снова заржал Пеги жеребец. «Эй, Джигит, отпусти меня! Оставайся здесь! Зачем тебе погибать среди этих скал?» «Нет, не могу я тебя отпустить. Должен я найти мою матушку». 3 дня и 3 ночи таскал его по скалам Пеги жеребец с золотой гривой, и о камни бил, и в пропасть стряхнуть пытался. Крепко держался Джигит за золотую гриву, все терпел, но силы его были уже на исходе. Наконец спустился жеребец на зеленую равнину. Там он остановился и молвил: «Многое ты повидал, храбрый Джигит. Знай же, что все эти испытания, вода и огонь, лес и горы, затем и созданы, чтобы ни один смертный не мог попасть в страну дивов. Ты выдержал то, что не мог выдержать никто из людей. Теперь садись на меня верхом. Дальше я сам повезу тебя, сколько смогу».
Сел джигит верхом на пегого жеребца золотой гривой, и помчались они так быстро, что едва успевал замечать младший сын падишаха, как леса сменялись полями, поля степями, и снова начинались леса. 3 дня и 3 ночи прошли, словно 3 часа. Доскакали они до высоких песчаных гор. Остановился жеребец и говорит седоку: «Дальше мне хода нет. Выполнил я свое обещание, довез тебя до этого места. Теперь сам постарайся преодолеть эти горы. А там, за ними, живут злобные джинны, свирепые львы, кровожадные драконы, аждаха. Сумеешь мимо них пройти, найдешь свою матушку. Желаю тебе удачи». Остался он один. Поел припасов из дорожной сумы и начал карабкаться в гору. Но вот какая беда. Гора-то из песка, песок под ногами осыпается, ноги скользят. Только чуточку поднимется, снова вниз сползает. Долго пытался парень на гору подняться, из сил выбился совсем, но так и не смог даже до середины добраться. Так устал, что ни рукой, ни ногой двинуть не может. Вспомнил младший сын падишаха свою матушку. Вспомнил, какая она ласковая и красивая, и подумал, что никогда больше не увидит ее. Сел он тогда у подножия песчаной горы и заплакал от бессилия. Вдруг высоко в небе появилась черная туча и начала приближаться. Страшно ему стало. А туча все ниже и ниже. Летит к тому месту, где сидит наш бедный джигит. И оказалось, что это не туча. Это огромная птица Симург, крыльями черными машет. Опустилась она на землю и говорит: «Садись на меня, джигит. Я отнесу тебя туда, куда нужно». Не знает парень, что ему делать. Сяду или не сяду, все равно погубит она меня, подумал он. Потом помолился Аллаху и сел верхом на птицу. Не успел глазом моргнуть, как поднялся с нею высоко-высоко. Хоть и храбрый был, а все равно ему не по себе. Почуяла эта птица и спрашивает: «Страшно тебе?» «Страшно», — признался сын падишаха, и услышал в ответ такую речь: «Пока я с тобой, друг, ничего не бойся. Вспомни, каких напастей ты избежал, через какие испытания прошел благодаря своей смелости. Я не птица Симург, я твой старый друг, белый волк. Понял я, что время тебе помочь. Обернулся птицей Симург и к тебе прилетел. Сейчас отнесу я тебя на вершину горы Каф, а дальше мне нельзя. Дальше придется тебе самому продолжать поиски. Пусть Аллах пошлет тебе удачи». Оставил белый волк юношу на вершине горы и улетел в своем птичьем обличии. Огляделся джигит и увидел много костей, людских и конских, разбросанных по всей горной вершине. Делать нечего. Взял он 2 длинные лошадиные кости и, опираясь на них, как на 2 посоха, стал спускаться по горному склону. Чуть не 3 месяца минуло, пока не достиг он подножия горы. И тут преградила ему дорогу стая львов. Рычат свирепые хищники. Вот-вот разорвут бедного юношу на мелкие кусочки.
вдруг от стаи отделился один большой, могучий лев и зарычал на остальных. Повернула тогда назад вся львиная стая и умчалась, как желтая песчаная буря. «Похоже, снова спас меня белый волк», — подумал младший сын падишаха с благодарностью и продолжил свой нелегкий путь. Шел, пока не дошел еще до одной горы. Но эта гора была совсем невысокая. Быстро вскарабкался на нее Джигит, огляделся вокруг и увидел, вдалеке что-то на солнце блестит. «Интересно, что же это такое?» – подумал наш герой. Спустился с горы и пошел в ту сторону. Оказалось, стоит посреди степи медный дворец, да такой огромный, что полнеба закрывает. Подошел Джигит поближе, заглянул во дворец через окно и увидел ужасную картину. В большой зале 40 прекрасных девушек и еще одна моют человеческое мясо и раскладывают его на длинном столе. Увидел такое младший сын падишаха и подумал в тоске: неужели и я погибну здесь? Неужели и мое мясо обмоют эти прекрасные девушки и положат на этот длинный стол? Но правду говорят, от тоски до от соленых слез толку немного. Постоял Джигит у окна, потом набрался храбрости и постучал в дверь. Тут же распахнулись они, и на пороге появилась девушка необыкновенной красоты. Брови густые, ресницы длинные, глаза черные, на щеках румянец. Спрашивает его девушка: «Вот, Джигит, кто ты, человек или Пери?» «Человек», — отвечает Джигит. «Сюда, если конь прискачет, копыта сотрет, ноги переломает. Если птица прилетит, перья сожжет, крылья свои потеряет. А ты человек? Как сумел сюда добраться?» – удивилась девушка. «Очень голоден я, давно никакой еды не видел, и пить хочу, во рту пересохло. Не дашь ли ты мне немного поесть и попить?» – попросил сын падишаха вместо ответа. «Что ж, подожди здесь. Я пойду спрошу разрешения у госпожи. Она у нас тоже человеческого рода племени. Скоро вернусь», – пообещала красавица. Побежала скорее к хозяйке дворца и спрашивает: «О, госпожа, у наших дверей стоит какой-то человек. Говорит, очень голоден и просит, чтобы его накормили. Позволишь ты пригласить его войти?» «Если человек, то пусть войдет. Накорми его», – приказала госпожа. Вернулась девушка к Джигиту, впустила его, накормила птичьим мясом и привела к своей хозяйке. Та спрашивает: «Кто ты и из каких мест родом?» Все рассказал младший сын падишаха, кто он, из какой страны и зачем странствует так далеко от дома. Вздохнула хозяйка дворца, выслушав его рассказ. «Да, нелегкий путь одолел ты, Джигит. Надеюсь, удастся тебе отыскать матушку. Но перед тем, как продолжить путь, отдохни в нашем дворце, наберись побольше сил. Мой муж, семиглавый див, отправился по делам и вернется только через 7 месяцев. Так что, когда найдешь свою мать, загляните ко мне на обратном пути». «Хорошо, госпожа, обещаю тебе», — сказал юноша. «Не верю я таким обещаниям», — улыбнулась жена дива. «А чтобы ты не забыл ко мне зайти, давай-ка я выдам за тебя замуж ту девушку, что открыла тебе дверь. Нравится ли она тебе?» «Очень нравится», — честно признался сын падишаха. «Ну вот и хорошо. Значит, сегодня же прочитаем никах. Когда пойдешь дальше на поиски, жена твоя станет тебя здесь дожидаться. Тогда уж точно не запамятуешь, зайдешь ко мне в гости на обратном пути». Так и сделали. Женился Джигит и провел с молодой женой 3 дня и 3 ночи. Он бы и дольше погостил в Медном дворце, да вовремя вспомнил, что в землянке у озера дожидается его старший брат. Побоялся Джигит, что кончится у брата вся рыба и станет ему нечего есть. Попрощался Джигит с молодой женой и пошел дальше. А через 3 дня и 3 ночи пути снова увидел посреди степи огромный дворец.
серебряный. Не побоялся, постучал в двери. Тут же распахнулись они, и на пороге появилась девушка, еще красивее той, что осталось его ждать в Медном дворце. «О, Джигит, кто ты, человек или Перри?» – спросила она. «Я человек, очень устал и очень голоден. Давно никакой еды не видел, пить хочу, во рту пересохло. Покорми меня, красавица». И эта девушка, спросив разрешения у своей госпожи, впустила его, накормила птичьим мясом и привела к своей хозяйке. Снова рассказал свою историю младший сын падишаха. Кто он, откуда и зачем заехал так далеко от дома. Выслушала его хозяйка Серебряного дворца и говорит: «Отдохни в моем доме, наберись побольше сил, а потом поедешь дальше, мать искать. А когда найдешь, загляните ко мне на обратном пути. Мой муж, девятиглавый див, уехал по своим делам на 9 месяцев, так что заезжайте погостить, не бойтесь. А чтобы не забыл ты ко мне зайти, давай-ка я выдам за тебя замуж ту девушку, что открыла тебе дверь. Нравится ли она тебе?» «Очень нравится», – честно признался сын падишаха. «Ну тогда сегодня же и прочитаем никах. Ты пойдешь дальше искать свою матушку, а жена твоя будет тебя здесь дожидаться». Делать нечего, пришлось опять жениться. 3 дня и 3 ночи провел он и с этой молодой женой. Может, и дольше гостил бы в Серебряном дворце, да вовремя вспомнил про брата, что в землянке ждет. Поэтому попрощался Джигит с молодой женой и пошел дальше. На исходе 3 дней пути снова увидел он посреди степи огромный дворец. И уж этот дворец сверкал так, что глазам было больно смотреть, потому что был золотой. А вокруг дворца был разбит роскошный сад, в котором пели райские птицы и цвели невиданные цветы. Смело подошел наш герой к золотым дверям и громко в них постучал. Как и раньше, тут же раскрылись двери, и на пороге появилась девушка, еще красивее первых 2. Одна щека у нее была как солнце, другая как луна, а глаза сияли, как звезды. «О, Джигит, кто ты, человек или Перри?» – спросила она. Так поражен был юноша девичьей красотой, что не сразу смог ответить на вопрос. Наконец, укротив биение сердца, произнес: «Я человек, очень устал, я и очень голоден, давно никакой еды не ел, воды не пил. Накорми, напои меня, красавица, и позволь отдохнуть в твоем дворце». Вскоре получил Джигит еду и питье, и привели его к хозяйке Золотого дворца. Очень обрадовался он, когда ее увидел. Не стал дожидаться вопросов, сам скорее расспрашивать начал. «О, госпожа, ответь мне, как зовут тебя и в каком городе ты родилась?» Удивилась госпожа, но ответила на все вопросы. Рассказала, что была она царицей в своей стране, и было у нее 4 сына. Они теперь уже совсем взрослые. Младшему, наверное, столько же лет, сколько тебе, закончила она свой рассказ. «А если увидишь ты кого-нибудь из своих сыновей, узнаешь ли ты его?» – спросил младший сын падишаха. «Да разве может мать не узнать родное дитя?» – отвечала хозяйка Золотого дворца. «Что ж, если так, посмотри на меня хорошенько и скажи, узнаешь ли ты меня?» Посмотрела женщина на гостя повнимательнее, и слезы появились у нее на глазах. Заключила она своего сына в объятия и возблагодарила Аллаха за то, что послал ей такую радость. Долго длилась их беседа, и плакали они, и смеялись, и прошлое вспоминали, и на будущее надеялись.
Захотела мать женить своего сына на той красавице, что открыла ему двери. Обрадовался Джигит, но решил сыграть свадьбу только после того, как все они благополучно возвратятся в родные места. Но матушка отвела его в одну дальнюю комнату дворца, где на полу лежал огромный железный шар весом в 500 пудов. «Подними его», — попросила она. Попробовал юноша поднять шар, но даже с места его сдвинуть не смог. «Не готов ты, оказывается, сынок, к таким испытаниям. А когда погонятся за нами 12-главый див, как ты сможешь его победить? 2 месяца назад уехал он по своим делам, летает, видать, по белу свету и крадет людей, чтобы потом вернуться и съесть их всех. Но вернется он не раньше, чем через 10 месяцев. Давай сделаем так. Есть у дива волшебное озеро и волшебный сад. Кто поест яблок с волшебных яблонь и попьет воды из волшебного озера, станет самым сильным батыром на всей земле. Иди, сынок, 3 месяца ешь эти яблоки и пей эту воду, а потом еще раз попробуем тебя испытать. А пока еще рано ехать. Слаб ты, не сможешь защитить нас в пути. Послушался сын. 3 месяца пил воду из волшебного озера и ел волшебные яблоки. А потом снова подвела его матушка к огромному шару и сказала: «Есть у дива любимая забава. Он кидает одной рукой этот шар вон на ту гору, а когда шар покатится обратно, ловит его другой рукой, а потом еще и в небеса кидает. Посмотрим, прибавилось ли у тебя сил. Сможешь ли ты поднять игрушку дива?» Раззадорился тогда сын падишаха. Взял, да и забросил одной рукой шар на вершину горы. Вот только потом не смог другой рукой поймать. Сбил его шар с ног и укатился к подножию горы. Говорит хозяйка Золотого дворца: «Что ж, сынок, сил у тебя прибавилось, но не так ты еще силен, чтобы одолеть дива. Иди снова пей волшебную воду и ешь волшебные яблоки». Послушался сын падишаха. Прошло еще 3 месяца, и снова решила мать испытать Джигита. Взял наш герой 500-пудовый шар, словно мячик, одной рукой, и забросил на самую вершину горы. А потом поймал другой рукой и снова забросил. Понравилась ему эта игра. Посмотрела мать, как легко дается сыну забава, и сказала: «Вот теперь, сынок, самое время домой отправляться. Теперь сил у тебя не меньше, чем у дива. Даже если явится он раньше обычного срока, или нагрянут в гости его родственники, сумеешь ты с ними справиться, сможешь нас защитить». Потом открыла потайные двери дворца, и вышли они в маленький дворик, где стоял летающий корабль. Долго стоял он без движения, весь пылью и паутиной зарос. Вымыли, начистили корабль до блеска 40 прекрасных девушек, а потом взяли побольше припасов в дорогу и поднялись на борт, а с ними вместе хозяйка Золотого дворца, сын падишаха и его невеста. Прочитала госпожа заклинание, дунула на свой дворец, и превратился он вместе с садом в золотое яйцо. Положила она яйцо в карман, и летающий корабль поднялся в небо. Летели они целый день и оказались неподалеку от Серебряного дворца. Увидел его Джигит и просит: «Матушка, давай остановимся у этого Серебряного дворца. Там дожидается меня молодая жена». Согласилась мать, и опустился летающий корабль у Серебряного дворца. А там их давно уже ждали и встретили как самых дорогих гостей. Накормили, напоили. Отдохнули наши путешественники в Серебряном дворце. Потом превратили и этот дворец в яйцо, только серебряное. А всех, кто там жил, взяли с собой на корабль и дальше полетели.
и не так долго пролетели, а уж увидели внизу медный дворец. И снова попросил Джигит: «Матушка, давай остановимся у этого медного дворца. Там тоже дожидается меня молодая жена». Снова согласилась мать, и опустился летающий корабль у медного дворца. Но никто не вышел гостей встречать, никто дверей не распахнул. Увидев это, говорит хозяйка Золотого дворца: «Сынок, давай скорее улетим отсюда. Никто не встречает нас, никто не ждет. Видимо, вернулся домой хозяин Див. Как бы ни напал он на корабль, если ты оставишь нас и пойдешь во дворец». «Что ты, матушка, — говорит Джигит, — как же я могу бросить свою жену? Не бойся, я столько волшебных яблок съел, столько волшебной воды выпил, что не мне теперь этого дива бояться». Сошел парень с летающего корабля и отправился в медный дворец. А там встречают его со слезами хозяйка, 40 рабынь и молодая жена. Рассказали они, что вернулся семиглавый див и спит теперь в подземелье. А если проснется и увидит Джигита, то рассердится и всех убьет. Посмотрел сын падишаха на свою красавицу-жену и спрашивает: «Где то подземелье, в котором див отдыхает?» Показала жена. Распахнул двери Джигит и видит: лежит огромное чудище, и спят все его 7 голов. Выхватил наш герой меч и хотел было уже отрубить диву одну голову, но подумал: «Погоди-ка, спящего любой победить может. Разбужу-ка я его и померяюсь с ним силами. Если умру, это будет достойная смерть». Вернулся он к хозяйке медного дворца и говорит: «Иди, разбуди своего мужа. Хочу я с ним помериться силами в честном бою. Есть у меня шило, которым можно разбудить дива, если ткнешь ему в пятку», — отвечает она. «Только когда он проснется, не удивляйся. Говорить он будет с тобой ласково, речи его словно мед потекут. Не слушай его и ни на что не соглашайся, а то он обманет тебя». Взял Джигит шило, спустился в подземелье и ткнул дива в пятку. А тот продолжает спать, ничего не чувствует. Тогда со всей силы ткнул сын падишаха в другую пятку. И тут же проснулся див, вскочил как ошпаренный и как закричит: «Эй, похоже, у нас тут объявился человек. Что ж ты, жена, не принимаешь дорогого гостя, не накрываешь стол, не угощаешь его как следует?» Отвечает наш герой: «Не голоден я, пришел твою кровь пролить. Выходи, померяемся силой». Рассвирепел див, выскочил из дворца, и Джигит за ним. Стали они биться, так бились, что где ровное место было, там холмы да овраги появились, а где были холмы да овраги, там место стало ровное, как стол. Сколько ни бились, никто осилить не может. Изловчился тогда Джигит, схватил дива, поднял в воздух, да так ударил озимь, что по колено в землю вогнал. Разозлился и див, схватил сына падишаха и так ударил, что тот по пояс в земле оказался. Тут воскликнул парень: «Нет, это не по-нашему вот как!» И так размахнулся, что див от его удара тоже по пояс в землю вошел. Так бьются они, бьются, и никто победить не может. Тогда говорит хитрый див: «Ах, Джигит, видно, равны мы с тобой силой. Сколько бьемся, а толку никакого. Проголодался я. Схожу-ка я поем». «Как тебе не стыдно есть одному? Я тоже проголодался. Давай вместе обедать», — отвечает на это Джигит. Согласился див, и пошли они вместе обедать. А во дворце было 2 стола. Сам див садился всегда за один и тот же стол, а за другим обычно гостей угощал. Велел он жене принести еды и питья, и не просто так велел, а с хитростью. Ведь и вода в этом дворце была в 2 бочках. Та, что была в одной, силу прибавляла, а та, что в другой, силу отнимала. Хозяйка-то знала об этом. Взяла и незаметно поменяла чашки местами. Досталась Джигиту вода, что прибавляет силы, а див после своего питья совсем ослабел.
Почувствовал он, что дело плохо, и закричал жене: «Ты, как видно, смерти моей захотела, но мы посмотрим еще, чья возьмет». И снова выскочил Див из дворца, и Джигит за ним следом. Только на этот раз недолго пришлось им биться. Ударил Дива сын падишаха, да так глубоко в землю вогнал, что только 7 голов торчат. Отрубил Джигит злобному Диву все его головы и пошел назад во дворец. Накрыла хозяйка Медного дворца большой дастархан, и все сели за стол, и хозяйка Золотого дворца, и хозяйка Серебряного, и все их служанки, и жены нашего Джигита. Поели, попили, поплясали, захотели еще передохнуть перед дорогой, а сын падишаха развеяться решил, взял ружье для охоты на птиц и пошел в лес. Долго бродил. Меж тем все остальные засобирались в путь и поспешили сесть на летающий корабль. Вдруг допустится за ними в погоню 12-главый Див. Никто и не заметил, что нет с ними сына падишаха. Уж так заторопились, что даже забыли превратить в яйцо Медный дворец. Только через 2 дня пути спохватились они, что оставили Джигита во владениях семиглавого Дива. Но назад возвращаться побоялись. Долетели до какого-то большого города, спустились на землю, неподалеку поставили дворцы, Золотой да Серебряный, и стали дожидаться сына падишаха. А он тем временем вернулся с охоты с богатой добычей и никого во дворце не нашел. Бродил он по комнатам, пока не наткнулся на крохотную каморку. Посреди нее стоял маленький столик, а на столике лежал маленький прутик. Удивился Джигит. Взял прутик, долго разглядывал, а потом взмахнул им. Тут же явился из воздуха Ифрит и спрашивает: «Чего изволите?» Понял Джигит, что прутик волшебный, и говорит Ифриту: «Сможешь отнести меня на летающий корабль моей матушки?» «За 3 дня управлюсь», отвечает Ифрит. «Слишком долго», подумал Джигит, и взмахнул прутиком еще раз. Возник перед ним другой Ифрит, и ему задал сын падишаха тот же вопрос. «Через день догоним», услышал он в ответ. И это долго, подумал Джигит, и в 3-й раз взмахнул прутиком. Появился 3-й Ифрит и пообещал за 2 часа долететь до летающего корабля. Обрадовался юноша, оседлал Ифрита и через 2 часа оказался возле дворцов Золотого и Серебряного. Но не захотел он сразу идти туда. Решил подшутить над своими женами, коль уж оставили они его одного во владениях семиглавого Дива. Отправился он в город, увидел там одного старика и пошел за ним. Оказалось, что старик был хорошим сапожником. Сын падишаха ему и говорит: «Дедушка, ты, я вижу, настоящий мастер. Такое мастерство дорого ценится. Если сделаешь то, что я тебе скажу, дам тебе 1000 монет». Удивился старик, но согласился. «Что ж, если это в моих силах, то попытаюсь», объяснил Джигит. «Знаешь ли ты, что на окраине города стоят 2 дворца, Золотой и Серебряный? Так вот, в Золотом дворце живет девушка, в которую я страстно влюблен. Помоги мне, будь моим сватом». Опять удивился старик, но пошел свататься. А невесте Джигита как раз накануне приснился сон, что придет к ней сватом старый сапожник, поэтому она уже ждала его. Пришел сапожник в Золотой дворец и говорит красавице: «Гостит у меня один Джигит. Послал он меня к тебе, потому что очень влюблен. Как увидел тебя, так не может забыть твоей красоты. Выйдешь ли ты за него замуж?» «Выйду», — отвечает девушка, — «если выполнит он мои желания. Только выполнить их очень трудно. Хочу, чтобы он сшил для меня такое платье, чтобы не было у него
ни одного шва, и было оно точно по моей фигуре, чтобы было такое невесомое, что могло бы через кольцо мою пролезть, и такое воздушное, чтобы в горсти помещалось. А еще хочу я сапожки, чтобы были они сделаны без единого гвоздя и пришлись точно по моей ноге. Сказала она все это, а сама думает, такое только жених мой сделать сумеет. «Хорошо», — ответил старик. Вернулся он домой и все рассказал Джигиту. «Хорошо», — говорит Джигит, — «подожди немного, схожу, принесу платье и сапожки». Ушел он в укромное место, чтобы никто не подглядел и не подслушал. Потом достал свой прутик и взмахнул им. Тут же появился Ифрит. «Чего изволите?» Рассказал сын падишаха, чего ему было надо, и спрашивает: «Сколько времени тебе понадобится?» «За 3 часа управлюсь», — отвечает Ифрит. «Это слишком долго», — подумал Джигит, и взмахнул прутиком еще раз. Второй Ифрит за час пообещал все сделать. «Пожалуй, и это не слишком быстро», — подумал Джигит, и снова взмахнул прутиком. Появился третий Ифрит и пообещал справиться с этим делом за полчаса. «Вот это годится», — подумал юноша, и остался ждать. А Ифрит быстрее молнии слетал в Золотой дворец, незаметно снял с девушки мерку, изготовил платье с сапожками и принес Джигиту. Очень понравились тому платье и сапожки. Поблагодарил он Ифрита и отнес вещи сапожнику. Тот снова отправился в Золотой дворец, понес подарки невесте сына падишаха. Увидела красавица платье и сапожки и подумала: такое только Ифриту под силу. Значит, из всех людей только мой жених мог с этим справиться. Видно, это и вправду он. И велела она сапожнику привести вечером Джигита во дворец. Вечером приходит сын падишаха вместе с сапожником, все их привечают, все им радуются. Получил старик 1000 монет и после угощения отправился домой. Да и Джигиту с матерью и женами пора было уже трогаться в путь. Превратили они снова Золотой дворец в золотое яйцо, а серебряный в серебряное, и полетели дальше. Через некоторое время достигли берега озера, где в землянке ждал их брат Джигита. Осталась у него всего одна рыбка. Очень обрадовался он, увидев матушку и младшего брата. Обнялись они, сели на летающий корабль и продолжили путь. Еще через некоторое время показались владения Белого волка. Увидели они большую красивую поляну и спустились на нее. Поставили шатер, приготовили богатый стол и сели обедать. А тут и Белый волк появился в образе прекрасного юноши. И был он так хорош собой, что все девушки с летающего корабля не могли глаз от него отвести. Говорит тогда Белому волку наш Джигит: вот эти 2 девушки – мои жены, вот это – моя невеста. Вот этих 3 матушка выбрала в невесты для моих братьев, а из остальных девушек ты можешь выбрать себе в жены любую. Поблагодарил его Белый волк и выбрал себе в жены ту, что приглянулась ему больше всех. Попрощались гости с хозяином леса и полетели дальше. Недолго летели. Показался внизу большой город. Говорит хозяйка Медного дворца: вот моя родина, оставьте меня здесь. Спустился летающий корабль. Попрощалась она и ушла со своими служанками. А остальные дальше полетели. Летели, и снова внизу показался большой город. Здесь их покинула хозяйка Серебряного дворца со своими служанками. Остальные дальше полетели. Летели, долго летели. Наконец показалась впереди родная столица. Был, однако, уже поздний вечер, и решили они заночевать за городом, чтобы на следующее утро явиться во дворец падишаха. Вынула матушка из кармана 2 яйца, и встали на поляне дворцы – золотой и серебряный.
а вокруг Золотого дворца раскинулся роскошный сад, как было на старом месте, в стране дивов. Когда все легли спать, сняла жена падишаха с пальца кольцо, что досталось ей от дива, и свистнула в него. И тут же явилось на зов такое множество ифритов, что и не сосчитать, больше, чем песчинок на речном берегу. «Чего пожелаете, госпожа?» – спросили они в один голос. «Сделайте так, чтобы к утру перекинулся мост от моего дворца до самого города. По сторонам пусть текут 2 реки, одна туда, другая сюда. По рекам пусть плавают прекрасные птицы, и пусть они поют нежными голосами. И пусть по берегам рек раскинутся яблоневые сады. Пусть зрелые яблоки падают прямо в речные струи, и пусть ими лакомятся плавающие птицы. По мосту пусть плавно едет золотая колесница, запряженная прекрасными лошадьми, а управляет лошадьми пусть самый черный ифрит с большими усами. К рассвету, чтоб все было готово, распорядилась госпожа и легла спать. Через несколько часов ифриты пришли с докладом, что все готово. Вышла матушка из дворца, смотрит, все сделано, как она приказала. Отпустила она ифритов. А через несколько минут уже и свет забрезжил. Проснулся поутру падишах в своем дворце и видит, прямо к дверям ведет золотой мост, а по мосту плавно едет золотая колесница, запряженная прекрасными лошадьми, а управляет лошадьми ифрит чернее ночи с большими усами. И привез ифрит падишаху такое письмо: «О, владыка падишах, благодаря Аллаху избежали мы многих напастей и вернулись домой живыми и невредимыми. Просим вас со всеми вашими муллами и визирями, а также с нашими старшими сыновьями и другими родичами пожаловать в гости». Очень обрадовался падишах, велел тут же созвать всех, и отправились они в гости по Золотому мосту. А на другом конце моста уже встречают падишаха жена, хозяйка Золотого дворца, его сыновья и их жен. Долго угощались они, ели, пили и веселились, а потом вернулись по Золотому мосту в город и сыграли сразу несколько свадеб. Падишах снова женился на своей жене, младший сын на своей невесте, и его старшие братья тоже попрощались с холостяцкой жизнью. 40 дней женились, еще 40 дней веселились, съели мясо той кобылицы, что еще не успела родиться, и живут теперь в том дворце, который можно спрятать лица. Звездные сказки. Татарскую народную сказку «Белый волк» читал народный артист России Сергей Шакуров. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Айдар Гайнуллин. Перевод Алены Каримовой. Сова по имени Ябалак. Однажды сова по имени Ябалак отправилась на охоту. Очень старалась она и поймала маленькую птичку. Вот, держит ее в клюве, съесть собирается. А бедная птичка просит: «Ах, сова, сильна и умна ты, сомнений нет, сейчас меня съешь. Но скажи, пожалуйста, мне свое имя. Перед смертью хочу я узнать имя победительницы», — прошипела сова, чуть-чуть разжав клюв. «Меня зовут Ябалак», — птичка снова просит. «Могущественная сова, не расслышала я твоего имени.
Скажи, пожалуйста, погромче. Распахнула тогда сова свой крепкий клюв и громко сказала: «Меня зовут Ябалак». И пока она говорила, выскользнула птичка из совиного клюва и упорхнула на свободу. Расстроилась сова, сидит на дереве и рассуждает вслух, сама с собой. И зачем я так расстаралась? Как будто эту обманщицу научить хотела. Каждую буковку имени своего громко и четко сказала я. Уж не бросить ли мне охоту и не пойти ли работать учителем языка родного? Джилян. Говорят, в давние времена жил один бедный-пребедный человек. У него была жена, 3 сыновей и 1 дочь. Трудно приходилось отцу, нужно было кормить семью, растить детей и обучать их ремеслу. Дети были послушными, учились легко, все у них получалось. Да вот беда, недолго радовался отец их успехам. Скоро он тяжело заболел и умер. Стали дети жить с матерью. Прошло время, они выросли. Каждый из них был умелым, ловким и искусным в своем деле. Старший сын мог издалека узнать по запаху любой предмет. На охоте не было ему равных в поиске следа. Средний сын стрелял из лука так метко, что мог попасть без промаха в любую цель, как бы далеко она ни была. На охоте не было ему равных в меткости. Младший сын был таким силачом, что без труда мог поднять любую тяжесть. Когда людям нужна была помощь, всегда его звали. А дочь красавицы была необыкновенной рукодельницей. Вся деревня любовалась ее шитьем. В ту пору водились еще в дремучих лесах и в глубоких ущельях дивы. Жил такой страшный див и в этих краях. Как-то раз увидел он девушку и задумал украсть ее. Узнали об этом братья и никуда не отпускали сестру одну. Но вот в один из дней собрались 3 джигита на охоту, а мать в лес за ягодами. Осталась сестра дома одна. Перед уходом братья сказали ей: «Жди нас, мы скоро вернемся, а чтобы див не украл тебя, мы запрем дом на замок». Заперли дом и ушли. Да разве для дива замок преграда? Проведал он, что дома кроме девушки никого нет. Пришел, выломал дверь и унес девушку. Возвратились братья с охоты, вернулась мать из лесу. Подходят они к своему дому и видят: дверь выломана. Бросились в дом, а в доме пусто. Пропала девушка. Догадались братья, что ее унес див, и стали просить мать: «Отпусти нас искать сестру». «Идите», — ответила мать. И пошли все 3 джигита вместе. Долго шли, много высоких гор, быстрых рек миновали. Старший брат идет и все принюхивается. Наконец напал он на след дива. «Вот, — кричит, — где проходил див». Отправились они по следу и пришли в дремучий темный лес. Разыскали дом дива, заглянули в окно и видят: сидит в том доме их сестра, а возле нее лежит див и спит крепким сном.
Братья пробрались осторожно в дом и унесли свою сестру. Да так ловко все сделали, что Див не проснулся. Отправились они в обратный путь. Шли день, шли ночь и вышли к озеру. Так устали братья и сестра во время долгого пути, что решили переночевать на берегу этого озера. Легли они спать, и тут же все уснули. А Див в это время, наоборот, проснулся, хватился, нет девушки. Злой-призлой выскочил он из дома, разыскал след беглецов и пустился за ними в погоню. Прилетел Див к озеру, видит, братья крепко спят. Схватил он девушку и взмыл с нею под облака. Средний брат услышал шум, проснулся и стал будить остальных. «Просыпайтесь скорее, беда случилась!» А сам схватил свой лук, прицелился и пустил стрелу в Дива. Просвистела стрела, и не стало у Дива правой руки. Пустил Джигит вторую стрелу. Пронзила стрела Дива насквозь. Выпустил он девушку, и падает она вниз. Упадет на камни — смерть ей. Хорошо младший брат не дал ей упасть. Ловко подскочил и вовремя принял сестру на руки. И пошли они дальше домой, веселые и радостные. А к их приходу мать шила красивый халат Джилян и решила так: подарю я этот Джилян тому из моих сыновей, который спасет сестру. Добрались братья с сестрой до дома. Мать обрадовалась, стала их расспрашивать, как им удалось разыскать сестру и отнять ее у Дива. Старший брат и говорит: без меня не узнали бы, где находится наша сестра, ведь это мне удалось найти ее. Средний брат отвечает: а если бы не было меня, Див унес бы нашу сестру обратно. Хорошо, что я подстрелил его. Тут и младший брат воскликнул: а если бы я не подхватил вовремя нашу сестру, она разбилась бы о камни. Выслушала мать их историю и не знает, кому же из 3 братьев теперь подарит Джилян. Вот и я хочу спросить вас, а вы кому из братьев подарили бы Джилян?
Камыр-Батыр. Давным-давно, когда козы командой ходили, дед с бабкой еще не родились, а мы с отцом были только вдвоем, жили на свете старик и его старуха. Не было у них детей, и сильно печалились они от этого. Как-то раз совсем загрустили. Подумали они, подумали, да и слепили себе ребенка из теста. Мальчик получился красивый, прямо как живой. Бережно положили они его в колыбель, а потом каждый своим делом занялся. Старуха пошла корову доить, а старик дрова рубить. А как вернулись, смотрят и глазам поверить не могут. Думают, уж не покинул ли нас ум разум. Мальчик-то из теста настоящим стал, живым мальчиком. Бегает, хохочет, как ни в чем не бывало, с козлятами играет. Так и стали они жить втроем. Мальчика назвали Камыр-Батыр. Растет он быстро и ночью, и днем. За день так вырастает, как будто месяц прошел. А за месяц, как будто уже целый год пролетел. Не нарадуется старик со старухой. Сделал старик Камыру-Батыру деревянную дубину. Оперся мальчик на нее, а она сломалась, как тонкий прутик. Пошел тогда старик в кузню, и выковал ему кузнец железную дубину. Очень обрадовался Камыр-Батыр такому подарку. Побежал быстрее на улицу с другими мальчишками побегать, игрушкой своей похвастаться. Но сила его так велика оказалась, что в первый же день нечаянно сломал он одному мальчишке руку. А во второй день другому чуть шею не свернул. Рассердился тогда деревенский народ. Собрались люди и говорят старику со старухой: «Сын ваш, как будто и не ребенок. Посмотрите, так он всех наших детей перекалечит. Отправляйте его куда хотите, но в деревне нашей ему жить нельзя». И отправился тогда Камыр-Батыр скитаться по свету. Месяц прошел, год прошел, длинный путь под ноги ушел, и забрел наш герой в темный дремучий лес. Там повстречал он странного путника. У этого человека к одной ноге тяжелый камень привязан был. Удивился Камыр-Батыр и спрашивает: «А зачем ты привязал камень к ноге?» Отвечает путник: «Мне и так нормально. А если отвяжу камень, то помчусь так быстро, что самая быстрая птица за мной угнаться не сможет». И пошли они дальше вместе. Вдвоем в пути веселее. Идут, идут и видят. Сидит на земле человек. Одну ноздрю зачем-то пальцем зажимает. Снова удивился Камыр-Батыр и спрашивает: «А зачем ты одну ноздрю пальцем зажимаешь?» Отвечает человек: «Мне и так нормально. Если открою ноздрю, начнется страшная буря. Я ведь если даже в одну ноздрю дуну, то смогу ветряную мельницу с 5 жерновами не переставая крутить». И пошли они дальше втроем. Прошли немного, и навстречу им старичок с белой бородой. Шляпу надел на бекрень. На одном ухе шляпа держится. Того и гляди упадет. Снова спрашивает Камыр-Батыр: «Дедушка, а почему ты шляпу так надел?» Отвечает старичок: «Ой, мне и так нормально. Если прямо надену, пурга да вьюга начнутся. Всех снегом занесет. Если же сдвину на брови, то всю землю покроет лед толщиной в 2 аршина». И старичка позвал с собою Камыр-Батыр. Вот уже вчетвером дальше идут.
Прошли еще немного. Видят. Стоит человек с луком, непонятно куда стрелой целится. «А куда ты хочешь попасть?» – спрашивает его Камыр-Батыр. Отвечает стрелок: «Видишь, вон там, в 60 верстах отсюда, на высокой горе, на толстом дереве сидит жирная муха. Хочу я попасть этой мухе в левый глаз». И стрелка позвал с собою Камыр-Батыр. Впятером дальше идут. Еще немного прошли и повстречали еще одного человека. Взрослый уже, с бородой, а сидит в земле, возится, как ребенок в песочнице. И этому задает вопрос Камыр-Батыр: «Почему здесь играешь ты?» Отвечает бородач: «Стукну одним кулаком, с этой стороны гора вырастет. Стукну другим кулаком, с другой». И его позвал с собою Камыр-Батыр. Стало их 6. Шли они, шли и дошли до одного бая, а у того дочь на выданье. Попросил Камыр-Батыр ее себе в жены, но не соглашается богач. Гордый он и упрямый. «Дочь моя, — говорит, — падишахским дочерям ровня. А ты кто? Но я человек справедливый. Назначу тебе испытание. Обгони-ка моего лучшего бегуна. Да беги вон до того камня и обратно. Победишь — отдам за тебя свою дочь». «Что ж, — отвечает юноша, — выставлю и я своего лучшего бегуна». Началось состязание. Друг Камыра-Батыра отвязал камень от второй ноги и за 2 прыжка цели достиг. Решил он поспать немного на камне, пока байский бегун бежит, старается. И уснул, а байский бегун добежал до него, будить не стал и обратно возвращается. Чуть-чуть ему осталось добежать, чтобы на площадь перед байским домом вернуться. Ну и крепко же спит друг Камыра-Батыра. Заволновался тут наш герой и говорит: «Эй, сейчас ведь победит байский бегун. А ну-ка, стрелок, разбуди-ка поскорее нашего товарища». Прицелился стрелок и выстрелил. Меткая стрела коснулась мочки уха бегуна Засони. Проснулся тот и быстрее ветра обратно вернулся. Первый прибежал. Абаю не хочется дочь свою отдавать замуж за бедняка. Начал он хитрить. «Не хотите ли, — говорит, — с друзьями в баньке помыться? В пути запылились вы. Что же это за свадьба будет, если дорогие гости и жених такие грязные?» Согласились друзья. А печка-то чугунная. Завел туда Баев всю компанию, запер снаружи, а вокруг дров навалил, да и поджег. «Уф, — думает, — кажется, избавился я от них». Какая горячая стала баня, дышать нечем, до стены дотронуться нельзя, обжигают. Взял тогда старичок седобородый и надел шляпу свою прямо. Начался в бане буран, глаз не открыть, все снегом запорошило. А бай снаружи снова дрова подкладывает, еще сильнее огонь разводит. Снова припекать стало наших друзей. Взял тогда старичок седобородый и надвинул шляпу свою на самые брови. Ух, и холодно стало в бане, даже лед на стенах появился. На следующее утро открывает бай дверь в баню и аж присел от неожиданности. Компания-то наша живым-живехонько, сидят, зубами от холода стучат. Говорит тогда баю Камыр-Батыр: «Ты мне больше голову не морочь.
Биться будем или бороться? И то, и другое, Отвечает Бай. Нет у меня такой дочери, чтобы за тебя пошла. Сам возьми, если, конечно, селенок хватит. Встали тогда Камыр-Батыр и его друзья с одной стороны, а Бай со своими слугами с другой. И стали они биться да бороться. Такая была драка, что всю землю вокруг перепахали. Где ровная была, там яма да пригорки получились, а где были ямы да пригорки, начисто все сравнялось. И днем боролись, и ночью, и утром, и вечером. Очень долго это продолжалось. Ловким бойцом оказался тот друг Камыра-Батыра, что ноздрю пальцем зажимал. Как приоткроет он ноздрю, да как дунет. Сразу 20 баевых слуг вверх тормашками летят. И тот бородач, что в земле возиться любил, от него не отставал. Стукнет справа гора, а под нею 30 человек землей присыпало. Стукнет слева еще одна гора, а под нею 40 человек землей присыпало. А уж когда Камыр-Батыр своей железной дубинкой махал, столько байских слуг на землю падало, что и сосчитать трудно. Не выдержал Бай. Ладно, ладно, говорит. Отдаю тебе в жены мою родную дочь. И такое веселье началось. 30 дней к свадьбе готовились, 40 дней справляли, сварили мясо 5 непойманных кобылиц, весь народ накормили досыта. И я на свадьбе этой был. Угощения края не видно было. Корочки беляшей в небо уходили, мед бочками стоял, ковшами пили, а мне рукояткой досталось. Знающий ремесло от смерти спасется, не знающий дня не проживет. Падишах-ткач. Было это в давние-давние времена, когда командовала коза, а грач у нее советником был, когда сорока была сотником, а ворона плотником, когда лошади в море жили, рыбы по земле ходили, люди по воздуху летали. А я рассказываю теперь. В те самые времена жил-был один искусный мастер. Не было у него ни дворца, ни богатства, а дочь умница и красавица. Любое дело у него получалось. Слух об уме ее и пригожести разошелся далеко по округе. Не осталось ни одного джигита, который не мечтал бы на ней жениться. Со всех земель приезжали важные сваты с дорогими подарками. Обещали девушке богатство и знатность, но всем она отвечала одно и то же. Не нужно мне богатство и знатность, нужен мне настоящий человек. И уходили сваты восвояси ни с чем.
Услышал однажды об этой удивительной девушке падишах, а он как раз еще не успел жениться. И вот решил он увидеть ее своими глазами. И поехал в ту деревню, где она жила. А как приехал и увидел, так с первого взгляда влюбился. И предложил девушке стать его женой. Отвечает девушка: «Ты наш падишах, в твоих руках вся наша земля. Но быть падишахом все равно не ремесло. Если хочешь на мне жениться, научись что-то делать. После этого я выйду за тебя замуж». Задумался падишах, услышав слова, что слетели с коралловых губ молодой красавицы. А потом и говорит: «Хорошо, раз так, дай мне, душа моя, ровно 1 год. А я даю тебе слово, что за год выучусь хорошему ремеслу. Через год приеду за тобой». Сказал так, попрощался и ушел. Вернулся он в свой дворец, собрал всех мастеров, которые умели ткать ковры, и говорит им: «Того из вас, кто научит меня за год всем хитростям вашего ремесла, щедро награжу и назначу главным ткачом государства». Вышел вперед старый ткач, дед 80 лет. Так ответил он падишаху: «Хорошо, господин наш падишах, если сдержишь ты свое слово. За год сделаю я тебя лучшим ткачом ковров во всей нашей стране». И начал падишах учиться этому ремеслу. Старые люди говорят: делу назначен срок, время быстро летит. Так быстро пролетел и целый год. Очень старался падишах и действительно стал хорошим ткачом. Доволен остался он и слово свое сдержал. Щедро наградил своего старого учителя и сделал его главным ткачом государства. А потом женился падишах на своей любимой. 40 дней и 40 ночей пировали все на свадьбе. И я там был. Народ пил, а я свои губы облизывал. Тот, кто видел, видел. Тот, кто не видел, слышал. Так закончилась свадьба, и начали молодые муж и жена жить вместе. Дружно жили, любя друг друга. Надо сказать, что падишах любил разъезжать по своей стране, переодевшись простым путником, смотреть, как люди живут, слушать, что о нем говорят. Вот в один из дней собрался падишах, сел на коня и поехал осматривать свои земли. Захотел узнать, как сейчас живет народ в его государстве. Ехал он и подъехал к одному городу. И в тот самый миг, когда он проезжал сквозь городские ворота, кто-то накинул ему на голову мешок. Стащили его с коня, связали, бросили в какую-то арбу и повезли неизвестно куда. Долго везли. Остановилась арба, сняли его с арбы и повели куда-то. Привели в какое-то место и сняли с головы мешок. Открыл падишах глаза и видит. Стоит он в большой-пребольшой, просто огромной комнате. И в комнате этой, кроме него, много-много людей. Одеты они в лохмотья, а некоторые вовсе голые. Испугался падишах и подумал: «О Аллах, что же происходит со мной? Где я? Что за напасть свалилась на мою голову?» Тут подошел к нему какой-то человек и говорит: «А что ты удивляешься? Здесь одежда не нужна». С этими словами отнял у падишаха одежду и вышел из комнаты. Захлопнулись за ним тяжелые огромные двери, лязгнул засов. Подошли к падишаху раздетые люди и спрашивают: «Как ты попал в руки этих жестоких разбойников?» Потихоньку пришел в себя падишах, вернулся к нему острый ум и стал он расспрашивать этих бедняк: «Куда я попал? Что это за место? Что за народ здесь живет?» Сказали ему люди, как называется город, и рассказали, что не знают, что с ними будет дальше. Знают только, что каждый день открываются двери и уводят разбойники по 100 человек, а обратно никто не возвращается. И только услышал падишах эти слова, как раскрылись железные двери и вошли в комнату стражи с саблями и кинжалами. Выбрали они несколько человек и повели куда-то. Среди этих несчастных оказался и наш падишах. Вели их по узкому подземному туннелю, и встречались им на пути большие груды человеческих костей. Очень испугался падишах. Понял он, что люди, чьи кости здесь остались, умерли от голода, холода и непосильной работы.
Подошел он тогда к одному из стражников и спрашивает: «Кто ваш хозяин и где он? Он мне очень нужен». Рассмеялся стражник ему в лицо: «Незачем тебе хозяина видеть. Мы и сами знаем, как извлечь из тебя выгоду и заставить работать до 7-го пота». «Зря смеешься», — ответил падишах. «Хочу я принести ему большую пользу». Услышал стражник о большой пользе и удивился. «И какую же пользу ты можешь принести?» «Я умею ткать дорогие, изысканные ковры. Если отнесете сотканный мною ковер во дворец падишаха, он даст вам за него большую цену». Раз так, привел стражник падишаха к своему хозяину. Поговорили они, и велел хозяин вернуть падишаху одежду, посадить в отдельную комнату и дать необходимое, чтобы приступил он к своей работе. И начал падишах ткать большой ковер. На исходе 1 месяца закончил он свою работу. Получился ковер необычайно красивый, мягкий, разноцветный, полный замысловатых узоров. Обрадовались разбойники. Тут же принесли падишаху ткачу новых нитей, чтобы принимался он за 2-й ковер. А этот повезли продавать в падишахский дворец. Что ж, разбойники едут по дороге. Падишах ткет 2-й ковер. А что происходит в падишахском дворце? Жена падишаха, оказывается, никому не сказала, что уехал ее муж и до сих пор не вернулся. Надела она падишахские одежды и сама правит страной. Вот уже прошло 2 месяца с тех пор, как пропал падишах. Доехали наконец-то разбойники до его дворца и стали ковер продавать. Удивляется народ, что за красота. Всем хочется купить его, да уж очень дорого он стоит. Ни у кого таких денег нет. Услышала о чудесном ковре жена падишаха. Вышла она во двор, посмотрела на ковер и вдруг прочла спрятанное в рисунке среди цветов и листьев имя своего мужа. Сразу поняла мудрая жена, что к чему. Купила она ковер и говорит продавцам: «Если когда-нибудь еще появится у вас такой же хороший ковер, везите ко мне, я его куплю». Обрадовались разбойники, вернулись домой и торопят нашего падишаха: «Тки, мол, быстрее, видишь, сколько денег дают за твои ковры?» Два года просидел у них в плену падишах. За это время соткал он 10 ковров, один лучше другого. Все, что нужно, сумел выткать, спрятать среди узора. И как называется город, и как улица, и какой дом, и как зовут хозяина разбойников. А те так ничего и не заметили. Продавали ковры один за другим и радовались, что много денег получают. Но вот, когда увидела жена падишаха 10-й ковер и узнала все, что нужно, приказала она схватить торговцев коврами. Потом собрала войско в 1000 солдат, села на белую лошадь и отправилась со своим войском в тот город, где томился в плену ее муж. В том городе встретил ее народ с великими почестями, но никто не мог догадаться, что привело ее сюда, да еще с таким огромным войском. Она же направилась прямиком к дому, что указал падишах, и оказалось, что этот дом городского главы. Приказала жена падишаха схватить хозяина и всех его слуг, а дом хорошенько обыскать. Обыскали дом солдаты, обошли все подвалы и нашли там бедных узников и груды человеческих костей. А в отдельной комнате сидел за работой худой и уставший падишах-ткач. Пока сидел он в плену, отросли у него длинные волосы и густая борода. Но жена его сразу узнала. Не подала она виду, а велела посадить его на белую лошадь и скорее везти в падишахский дворец. Дальше стали обыскивать двор солдаты, а там в одном амбаре золото и серебро. Так много, что сосчитать трудно, а в другом красивая и дорогая одежда. Видя все это, удивлялись жители города. «Мы-то думали, что глава наш хороший, святой человек. Оказалось, что он разбойник и кровопийца», — восклицали они. Велела жена падишаха одеть узников в дорогие одежды из амбаров, а городского главу вместе с его шайкой привести на главную городскую площадь. И сказала жена падишаха: «Вот ваши мучители, выберите им наказание, которое считаете нужным». Золото же и другие богатства приказала она раздать городским беднякам, а сама собрала свое войско и скорее во дворец к мужу отправилась. Там отмыла она падишаха в бане, сбрила ему усы и бороду, постригла длинные волосы и одела в падишахские одежды. И потом говорит: «Вот, дорогой мой муж, ремесло твое спасло тебя от смерти, а будь ты обычным падишахом, не видать бы мне тебя больше». Не зря старики говорили: знающий ремесло от смерти спасется, не знающий и дня прожить не сумеет.
Зажили снова падишах и его жена в любви и согласии. Вот и сказки конец. Сам не видел, зато слышал. И вам рассказал. Таинственная сумка. На краю деревни была старая баня. Люди боялись с ней мыться, говорили, будто живет там нечистый водяной дух, злой Перри. Вот однажды в этой деревне собрались юноши и девушки на вечеринку в одном доме. Много шутили, смеялись, угощения ели. Настало время спать ложиться. Юношам пора уходить, а девушки им говорят: «Кто из вас не побоится войти в старую баню и принести нам теплый камень, избу согреть, того оставим с нами ночевать, нас охранять». Тут же нашелся среди юношей один храбрец. Вышел он вперед и говорит: «Я пойду». И пошел. Вошел он в старую баню, а приятели его издалека смотрят, боятся. И только взял наш джигит-храбрец теплый камень, как чувствует, кто-то его за руку схватил и держит крепко-крепко. «Отпусти!» – громко сказал джигит. «Отпущу, если заберешь меня отсюда», – отвечает ему чей-то голос. Подумал парень и решил обмануть невидимку, чтобы освободиться. «Хорошо, — говорит, — заберу тебя». «Если обманешь, не жить тебе на свете белом», — спокойно сказал голос. «Приходи за мной в 12 часов ночи или в 3 часа дня». После этих слов отпустил кто-то руку парня. Быстрее самого себя выскочил он из бани и про камень забыл. А как пришел домой, лег на постель и заболел. Очень тяжело болел. И врач лечил его, и бабушка-знахарка. Травами разными, словами волшебными. Ничего не помогло. Неделя прошла, и ночью слышит джигит тот голос из бани. «Приходи за мной, забери меня. Если не заберешь, умрешь. Что оставалось делать? Еле-еле дошел джигит до старой бани. В окошечко постучался и кричит: «Выходи, я за тобой пришел». И выходит из бани девушка. Смотрит парень и удивляется. Глаза ее сверкают, на щеках румянец, одежда из золота и серебра. Думает парень: неужели эта красота в темной старой бане пряталась? Влюбился он и выздоровел тут же. Привел девушку домой, а та сразу за домашнюю работу принялась, всю избу помыла, цветами полевыми украсила, белье постирала, вкусный обед приготовила.
Такая оказалась мастерица и умелица. Вот вечер наступил. Постелила она Джигиту постель в одной комнате, а себе в другой. Спрашивает Джигит: «Почему же ты вместе нам не стелишь?» Отвечает девушка: «Так ведь мы с тобой не женаты еще». «Хорошо, — говорит Джигит, — давай позовем муллу, пусть прочтет нам никах». «Нет, — не соглашается девушка, — нельзя нарушать обычаи предков. Никах читают в доме невесты, а не в доме жениха». Что ж, на следующий день запрягли они красивую арбу, посадили кучера и поехали к старой бане. Как приехали, отослали кучера обратно, а сами в баню вошли. Говорит девушка парню: «Обними меня, закрой глаза, и пока я не скажу, не открывай». Закрыл парень глаза, обнял девушку и чувствует, будто летят они куда-то. Вдруг послышалась музыка, разные голоса. «Теперь открывай глаза», — говорит красавица. Открыл глаза Джигит и видит: вокруг большой нарядный город, людей много, все поют, танцуют, смеются. Мальчишки бегают и кричат: «Жених приехал! Жених приехал!» Повела девушка своего жениха в дом, а по дороге учит: «Сейчас увидишь богатый стол, много кушанья, много вина. Запомни, бери только из того блюда, из которого я брала. Пей только то, что я пила». Заходят они на свадебный пир и за стол садятся на почетные места. Вкусностям разным конца края не видать. Но помнит Джигит слова своей невесты: ест только те блюда, которые она пробовала, пьет только то питье, которое она пила. А люди угощаются, веселятся, поют, танцуют. Так и день пролетел, вечер наступил. Разошелся народ, парень с девушкой спать легли. А на утро все заново началось. Свадебный пир, песни, пляски, веселье нешуточное. И на следующее утро все повторилось. Вот вечером говорит Джигиту молодая жена: «Завтра утром мой дед позовет тебя с собой в золотой амбар. Там будут сокровища разные. Много чудесных вещей увидишь. Скажет тебе дед: выбирай себе подарок, какой самому нравится. А ты золото, серебра, драгоценностей всяких не бери. Увидишь, на стене старенькая потертая сумка висит. Деду так ответь: мы люди бедные, дай нам вот ту старенькую сумку. Мы и рады будем. А потом возьми сумку и выходи из амбара. Дальше поведет тебя дед в свою конюшню. Много будет там красивых, резвых скакунов. Но как предложит тебе дед выбирать, возьми самую захудалую клячу. И уздечку бери самую простую, самую старую. Надень ее на лошадь и с лошадью возвращайся ко мне». Ладно. Наступило утро, пришел дед и повел Джигита в золотой амбар. Сделал тот все, как жена ему сказала. Удивился дед. «Зачем, — говорит, — тебе эта старая изношенная сумка? Что с нею делать будешь?» «Смотри, золото, серебро, бриллианты, бери, что хочешь. Зачем же тебе бедным оставаться?» А Джигит на своем стоит. «Что ж, — вздохнул старик, — если так, бери сумку и пойдем дальше». Пришли они в дедову конюшню. Засмотрелся парень на красавцев-скакунов разных мастей. Стоят они в золотых уздечках. «Вот, — говорит дед с гордостью, — любого выбирай, с радостью подарю». Отвечает Джигит: «Дедушка, для такого скакуна у меня конюшни нету. Украдут ведь его у меня, мы люди простые. Отдай мне лучше вон ту клячу, что в углу у тебя стоит». Нахмурился дед.
«Хорошо», — говорит. «Раз берешь эту старую клячу, хотя бы уздечку золотую возьми». А Джигит снова упрямится. «Что ты, дедушка, разве подойдет этой кляче золотая узда? Нет, возьму я вот эту простую уздечку и рад буду». Ничего не сказал дед. Вернулся Джигит к молодой жене со старой сумкой и со старой клячей в поводу. Вечером после сытного ужина легли все в доме спать. А красавица говорит мужу: «Ты сегодня не спи крепко». Прошло немного времени, и тихо стало в доме. Темно, спят все. Разбудила тогда девушка своего Джигита тихонечко. Прихватили они старую сумку, привели старую клячу и сели на нее верхом. Жена вперед села, муж назад. Говорит жена: «Закрывай глаза». Закрыл глаза Джигит, и полетела старая кляча быстрее молнии. Через несколько минут говорит жена: «Можешь открыть глаза». Открыл глаза ее муж. Оказывается, скачут они по земле. Остановила лошадь жена, спрыгнула на землю и приложила ухо к земле. Слышит, топот копыт позади раздается. «Догоняют нас», — говорит она мужу. И снова сели на лошадь, и снова скачут они быстрее молнии. Вдруг крик петухов послышался. Значит, утро наступает, и деревня какая-то близко. Отстала погоня. Въехала старая кляча в деревню, темно еще, окна домов не светятся, спят все. Только на самом краю в одном доме свет горит. Там женщина ребенка в люльке качает. Постучались они в окошко и попросились переночевать, отдохнуть. «Пустила бы я вас», — отвечает женщина. «Да все равно здесь отдохнуть вы не сможете. Есть у меня больная дочь, она все время плачет». «Ничего», — отвечает ей девушка, — «потерпим мы, все вместе поспим». Женщина и впустила их. В люльке ребенок плачет и плачет, никак остановиться не может. Поели гости, попили, а ребенок все плачет. Спрашивают они тогда: «Почему же этот ребенок все время плачет?» Рассказывает женщина: «Это моя дочь. Вот уже 18 лет с самого рождения лежит она и плачет. Кушает столько, что и взрослому человеку не под силу, а с места встать не может. Я смогу вылечить вашу дочь», — говорит тогда девушка. «Ой», — обрадовалась женщина, — «если сделаешь это, все тебе отдам». «Мне ничего не надо», — отвечает девушка. «Обещай только мне не мешать, что бы я ни делала». Женщина согласилась. Велела ей девушка очень сильно, очень жарко печь натопить. Натопила женщина печь. Потом велела девушка веник принести. Принесла женщина веник. Достала девушка ребенка из люльки и давай веником обхаживать, как в бане. А сама бормочет: «Свое забирай, наше отдавай, свое забирай, наше отдавай». Сказала так несколько раз, и превратился ребенок в куклу. Бросила она куклу в печку. Заплакала женщина, запричитала: «Что же ты наделала? Где теперь мой ребенок?» Улыбнулась ей девушка и ласково говорит: «Не плачь, мама, я твой ребенок, я твоя дочь. Давным-давно, когда была я совсем маленькой, в колыбельке лежала, украл меня злой Перри, а на мое место куклу положил и наколдовал, чтобы она все время плакала». Обрадовалась женщина, когда узнала правду. И Джигит обрадовался. Понял он, что жена его настоящий человек, а не Перри. Погостили немного в этой деревне молодожены, потом забрали мать и поехали туда, где у Джигита дом. А сумка-то непростая оказалась.
Появились в ней золотые монеты и никогда больше не заканчивались. И лошадь оказалась лучше любого скакуна. Хорошо, мирно и богато стала жить эта семья. И так они друг друга любят, что, говорят, и сейчас еще вместе в той деревне живут.